Лекция 7. Пассионарный перегрев. Мы описали подъем пассионарности, но мы не ответили на вопрос, а почему этот подъем кончается? Казалось бы, пассионарность как признак появилась и переносится самым обычным половым путем, передачей соответственного признака своему потомству. А пассионарии в силу своей повышенной тяги к деятельности, естественно, оставляют большое потомство, не всегда законное, но часто самое разнообразное. И, казалось бы, количество энергии должно в данном регионе накапливаться и накапливаться, пока они не сделают какие-то великие прогрессивные дела. Однако ничего подобного не получается. После какого-то момента, после какой-то красной черты, пассионарии ломают первоначальный общественный императив и меняют стереотип своего поведения. Они перестают работать на общее дело, они начинают работать каждый сам за себя. Причем сначала эти феодалы, допустим, какие-нибудь византийские купцы-негацианты или арабские завоеватели, говорят так: по отношению к нашей общественной форме, халифату ли, империи ли византийской, французскому или английскому королевству, мы все делаем, что от нас требуют, а силы у нас остаются. Поэтому императив меняется, он звучит уже так: не будь тем, кем ты должен быть, но будь самим собой. То есть какой-нибудь дружинник, копьеносец, оруженосец, он хочет быть не только оруженосцем своего графа или герцога, но еще Ромуальдом или каким-нибудь Ангераном. Он хочет, чтобы его имя звучало. Художник начинает ставить свою подпись под картинами. Это я сделал, а не кто-то. Да, конечно, идет на общую пользу, все это так. Украшает город замечательной скульптурой, но уважайте и меня. А проповедник не просто пересказывает слова Библии или Аристотеля, без сносок перевирая как попало. Он не утверждает, что это чужие святые слова. Нет, он говорит: «А я по этому поводу думаю так-то». И сразу становится известно его имя. И так как таких людей оказывается весьма большое количество, то они, естественно, начинают мешать друг другу. Они начинают толкаться, толпиться, раздвигать друг друга локтями во все стороны и требовать каждый себе больше места. На первых порах в Западной Европе, например, это вызвало совершеннейшее броуновское движение, которое называется феодальной раздробленностью. Должен вам сказать, что сам экономический принцип феодализма вовсе не предполагает огромного количества безобразий. Они могут быть и не быть, то есть это не связано с экономическими условиями, со стремлением, например, дать по физиономии соседу, а потом убить его на дуэли. Пользы от этого никакой нет, а риск большой, потому что и сосед может вас проткнуть. Однако они на это шли. С точки зрения этнологии, нам важны не способы эксплуатации крестьян, а характер поведения всего общества. А общество вело себя самым разнообразным образом, были разные формы феодализма. Для того, чтобы считаться принадлежащим классу феодалов, быть дворянином или даже иметь титул, для этого надо было совершить какой-то подвиг. Конечно, можно было бы получить это звание и по наследству. Дети графов, естественно, становились графами. Но если, скажем, у графа одно графство и 5 человек детей, то один получал наследство, а остальные-то ничего не получали. Они назывались виконты, то есть второсортные графы. Но это их не устраивало, потому что никаких материальных преимуществ они при этом не имели. А кроме того, представьте себе пассионария из народа. Дело в том, что пассионарность – признак природный и передающийся генетически. А во всех слоях есть очень симпатичные дамы, и пассионарии, занявшие высокое положение, добиваются их симпатии и оставляют от них потомство. Появляются пассионарии во всех слоях населения, и среди горожан, и среди крестьян, и среди невольников, даже рабов. Они не удовлетворяются своим социальным положением, они ищут выход. Так вот, во Франции этот выход существовал вплоть до 17 века, до кардинала Ришелье, который велел все-таки пересчитать, кто дворяне, а кто не дворяне. Потому что дворянином заявлял себя каждый, кто хотел нести королевскую службу и делать там свою карьеру. И никто его не проверял, потому что некогда было проверять, и незачем считалось проверять. Раз человек хочет, но почему его не признать? Какая разница? Да, конечно, налог с него уже собирать нельзя, но он же служит. А потом его скоро убьют, потому что служба-то в основном военная. Так тогда вообще незачем огород городить. И поэтому количество пассионариев и, так сказать, феодалов выросло колоссально.
Аналогичный процесс шел в Аравии. Там феодализма наследственного не было. Там был феодализм по должности. Какую человек занимает должность, тем он и считается. Самая высокая должность, которой мог достичь человек, не принадлежащий к роду пророка или халифов, это должность эмира. Эмир, это если буквально перевести на русский язык, уполномоченный, и даже скорее особо уполномоченный. То есть эмиром мог стать любой мусульманин, вне зависимости даже от своего происхождения. Мало того, в гаремах было все перепутано. Никто не знал, кто есть кто. Матерей знали, а о бабушках и дедушках представления не имели. Но поскольку они рождались в арабских гаремах, считались арабами и имели все права. Но кроме того, каждый перс, какой-нибудь армянин, сириец, бербер, курд, заявивший, что он хочет принять веру ислама, тем самым получал все возможности занять любую должность, на какую он способен. Естественно, все стремились стать эмирами. Результат был сначала довольно положительный. Сначала. То есть арабо-мусульманское государство распространялось от Аравии до Памира на востоке и до Луары на западе, оно стало совершенно огромным. И все оно управлялось эмирами, которых назначал халиф. А эмиры, которые делали свою карьеру, естественно, каждый старался обеспечить себе максимум самостоятельности. Потому что императив «будь самим собой». То есть не просто назначенным халифом человеком, но и Абу-Бекром, Абдурахманом, Саидом ли, кем-нибудь еще, но со своим именем. Они великолепно знали, что это очень полезно. И поэтому эта колоссальная завоеванная страна, завоеванная первыми халифами в первый период этногенеза, уже к IX веку, уже во второй половине VIII века, начала дробиться на части. Потому что эмиры, вовсе не нарушая ни присяги, ни уважения к халифу, просто не давали ему деньги, которые собирали со своей области. Деньги они оставляли себе. Они очень уважали халифа, то есть избранного наследника. Они подчинялись ему де-юре. А деньги-то, говорили они, такая приятная вещь. Зачем я ему буду отсылать? А потом, чтобы оформить это дело окончательно, они заставляли читать хутбу, то есть моление за правителя в мечети не на имя халифа, сидевшего в Багдаде, а на свое. А должности свои стали передавать, естественно, своим близким, самые близкие свои сыновья. А детей у них было много, потому что раз они занимали эти должности, у них были гаремы, так что всегда можно было выбрать подходящего ребеночка и осчастливить его. Так возникли на Западе государства Аглабидов, Идрисидов и, наконец, Фатимидов и в Испании Омейядов в 661 году. Так возникли на Востоке Тахириды, Саманиды, немножко иначе, но похоже на это Гуриды. В нашей Средней Азии были Саманиды и так далее. Даже Сирия и Египет, уж такие близкие к столице области, тоже отделились. Империя ислама стала чересчур обширной для одного халифа. Развился политический сепаратизм, нарастали религиозные и этнические противоречия. Несколько иначе сложилась ситуация в Византии. Там пассионарный перегрев не сопровождался территориальной дивергенцией, то есть избежала такого пассионарного раздробления только Византия. И произошло это благодаря тому, что в Византии возник институт монашества. Как я уже говорил, самые отчаянные пассионарии, чувствуя, что не могут совладать с обуревавшими их страстями, и натворят таких дел, что спаси Бог, они уходили в пустыню, закапывали себя там живьем в землю. Сидели под деревом, ели кусочек черного хлеба или финик в день и усмиряли свою плоть. Вы понимаете, что это реальное ослабление пассионарности всей системы, которое спасло Византию от полного распада? Пассионарный толчок арабов увел у Византии Закавказье, которое ей принадлежало, Месопотамию, Сирии, всю Африку и Сицилию. Удержать эти земли оказалось невозможно. Удержалась только Малая Азия и южная часть Балканского полуострова. Вот это северная, славянская часть. Южная часть полуострова, потому что это суженная территория, имевшая, естественно, меньше пассионариев, она смогла организовать их в систему защиты. Но как только возник этот самый новый императив «будь самим собой», то он-то смог изменить и Византию в равной степени. И вот тут мы должны обратиться к роли субпассионариев, которым при первой фазе этногенеза, фазе этнического подъема, собственно, не было места в системе.
И вот тут эти самые люди, которые ни к чему не стремились, хотели только выпить, закусить, поспать где-нибудь на досках за забором и ставили это целью своей жизни, они стали первыми. Потому что в системе, которая ставит перед собой огромные цели, стремится к идеалу, то есть ставит далекие прогнозы, то зачем таких людей иметь? Никакой начальник не может на них положиться. Они могут в любой момент предать или просто не выполнить приказания. Они не берегутся. Это была жестокая система по тем временам, хотя это и была фаза подъема. А когда в одной системе возникло несколько центров, борющихся между собой за преобладание, то каждому из этих инициативных пассионариев нужна была своя банда. И он готов был использовать субпассионариев в качестве своих слуг, наемников, в качестве бродячих солдат, ландскнехтов. Конечно, это были плохие солдаты, а где взять хороших? Потому что все пассионарии или прилепились к кому-то, или сами выставляли свою персону для того, чтобы занять высокое место. И вот тут, этой фазой этногенеза, в значительной мере была определена этническая история и Западной Европы, и Ближнего Востока. В каком смысле? Как я говорил в прошлый раз, первым способом избавления от излишка пассионариев была первая колониальная экспансия Западной Европы, которая была произведена под лозунгом освобождения гроба Господня крестовые походы. Вообще говоря, лозунг был выбран очень удачно для своего времени, когда Запад провозгласил, что нужно спасти из рук неверных Палестину, святую землю. Там же все были христиане, бросили все и пошли. Но это просто лозунг. Они пошли, потому что они хотели. Они бы пошли в любое другое место с любым другим лозунгом, потому что у них был запас внутренней энергии. Начались эти крестовые походы, во-первых, с массовых погромов в еврейских областях. Это не оказало никакого влияния на дальнейшие успехи или неудачи военных действий в Палестине. Затем такой же разгром хотели устроить в Константинополе, когда туда явились крестоносцы первого крестового похода. Но Алексей Камнин, который там командовал в это время, был человек очень деловой. Он окружил этих крестоносцев наемными немецкими войсками и ликвидировал доступ, возможность получить продукты, провиант. Крестоносцы подняли лапки и сказали: «Хватит, мы все согласны подчиниться императору». Привели ему пленных христиан, но, чтобы так сказать, он их кормил и не обижал. Тогда он их переправил в Малую Азию. Вы вот пришли с мусульманами воевать и воюйте там с ними. Ну, первый удар у них был такой, что они одолели сельджукскую конницу. Эти самые мусульмане меньше всего ожидали такого удара и такого похода, поэтому крестоносному войску удалось достигнуть Иерусалима и даже взять его, 1099 год. Однако из многих десятков тысяч людей, переправившихся через Геллеспонд, до Иерусалима дошло около 20 тысяч. Таковы были потери. Понимаете, каждое мероприятие можно осуществить, если не считаться с затратами. Можно, например, когда спичек нет, а рабочий хочет перекурить, заплатить за того, кто спички будет зажигать об пол. Можно, но сколько спичек вы на это дело пустите? 1 коробку, 2 коробки, 3 коробки, а потом не останется. Надо будет копить. Так вот, таким непроизводительным расходом и был первый крестовый поход. И удался он только потому, что мусульмане, жившие в Палестине, никак не ожидали, что такое безобразие может быть. Потому что они меньше всего мешали христианским паломникам-пилигримам защищать гроб Господень и молиться. Наоборот, они их охраняли, они сами уважали их. Иса и Мариам считались пророками, равными Мухаммаду. Иса, канонический персонаж, особо почитаемый пророк, последний пророк перед Мухаммедом, соответствует Иисусу Христу. Мать Исы Мариам соответствует Деве Марии. Инджиль, то есть Святое Евангелие, и Коран считались равноценными книгами. Никакого преследования, никакого повода для такого завоевания не было, кроме внутренних процессов, которые охватили Западную Европу в XI веке. А что же произошло после этого? Оказалось, что когда избыток этих свободных атомов, своего рода броуновское движение, исчезло, то вылезли те пассионарии, которые остались на месте и которые быстренько-быстренько начали утверждать свои позиции. И тут им понадобились лозунги, вокруг которых они могли объединять своих приверженцев.
А для этого им понадобились идеологи, которые сами были пассионарии и готовы были поддержать любого, или паладина, или короля, если он давал им возможность высказывать свои великие идеи. Понимаете, это уже не просто толковать священное писание, а выступать со своими точками зрения. Эти идеологи назывались либо схоласты, если они преподавали в университетах, и начальство на них не сердилось, либо ересиархи, основатели ересей, если их из университетов вышибали, и начальство на них сердилось. Разница между ними была, пожалуй, чисто административная, потому что каждый из представителей средневековой мысли высказывал все то, что он хотел, и ссылался при этом на Библию. Она толстая, всегда можно подобрать соответствующий факт. Надо вам сказать, что в те средневековые времена факты как таковые не всегда указывались в схоластических или еретических сочинениях. Просто говорили: «А в Библии, мол, сказано так, а что?» И говорили свое, что им вздумается. И даже заслуга университетской схоластики в том, что она ввела систему сноса, которой мы пользуемся до сих пор. Если ты на кого-то ссылаешься, укажи страницу или главу из книги. Знаете, Библия вся разбита на номерки. А иначе мы твои сведения не принимаем. Ересь все твои сведения, изволь цитировать. В результате характер столкновений в Западной Европе изменился чрезвычайно. Возникли программы, которые были понятны тем субпассионариям, которые примыкали к своим вождям, тем или другим королям или другим принципам, когда уже там оказывались во главе совершенно инертные люди, и тем гармоничникам, которые находили для себя выгодным поддержать ту или иную идею. Программы были самые разнообразные. Иногда это были программы религиозные. Вот, например, в Южной Франции в XI веке началось и развернулось потом со страшной силой движение катаров, или, как их французы называли, альбигойцев. Это была система очень остроумная, логическая до предела, увлекающая все творческие умы, какие там были. И тем не менее довольно губительная для окружающих и для себя. Эта система заключалась в следующем. Мир – очень безобразная штука, действительно. Убивают, грабят, обижают. Потерпите. Свинство, хамство, безобразие, невежество, блата такое количество, что если мир сотворил Бог, то значит он его просто не умел хранить, если он был добр. Но так как он наверняка умел делать мир хорошим, то значит мир сотворил злой Бог. То есть Творца мира эти самые альбигойцы считали дьяволом, который сотворил мир для того, чтобы издеваться над сотворенными им существами. Растения они не считали за существа и холоднокровных животных. А вот животных, имеющих инстинкт, они считали равноценными живым существам, имеющим души. От них души переходят к более совершенным, от человека к верблюду, от верблюда к какому-то муравью, от муравья опять к человеку. В чем же была задача? Как они ставили задачу? Борьба с этим вредным злым миром, который до такой степени смог испортить жизнь, что и жить в нем не имеет никакого смысла. Надо освободиться, но каким образом? Убить свои желания. Аскетизм. Полный аскетизм. Есть можно только постную пищу. Ну, так у них оливковое масло, провансальское хорошее, довольно вкусное. Рыбу можно, лягушек. Испанцы, французы до сих пор едят их. Затем, конечно, никакой семьи, никакого брака. Надо изнурить свою плоть до такой степени, чтобы она уже не хотела оставаться в этом мире. Но плоть можно изнурять двумя способами. Но постом она все равно мало изнуряется. И поэтому время от времени эти самые альбигойцы устраивали оргии, обязательно в темноте, для того, чтобы никто не знал, кто с кем, так сказать, изнурил свою плоть. Это было обязательное условие, потому что если он полюбил кого-то, то это уже приязнь. Приязнь к чему? К плотскому миру. Она его полюбила, или он ее, здесь все равно. Полюбил, значит, он не может стать совершенным и изнурять свою плоть. А если он просто изнуряет плоть, то это пожалуйста. Тут у меня даже спор с большим философом есть, как толковать слово «нуссиан», которое они различали. Новонуссиан – это значит «новобрачный». А нусиан – это вот именно, так сказать, сам по себе факт изнурения плоти, но без обязательного брака и без воспитания детей. Поэтому по логике альбигойцев и дети, и жена любимая, и муж хороший, они являются христианами, составляющими этот мир, и, следовательно, творениями дьявола, которых надо извергать.
Но если все материальное – дьявол, то персики, тыквы, люди искусства – это тоже христиане. Это все тоже надо извергнуть. Они занимались самым натуральным иконоборчеством. А были эти самые альбегойцы и манихеи от Бискайского залива до самого Китая. И там, в Монголии, они тоже уничтожили огромное количество великолепных статуй, скульптур, которые оставили древние системы. Как расценивать такую систему и почему я на ней столько остановился? Дело в том, что особенно с точки зрения географии, эта система альбегойцев, манихеев, павликиан в Византии, исмаилитов и прочих является негативной экологией. Мир не идеален, и они не собирались его хранить. Они стремились к уничтожению всего живого, всего материального, и, следовательно, вместо приязни к системе они поставили во главу угла отвращение и ненависть. Негативная экология должна была волей-неволей уничтожить всю биосферу там, где возобладала бы эта антисистема. Но, к счастью, это было тоже ограничено, потому что они первым делом уничтожали свои собственные тела и не оставляли потомства. Этим все и кончалось. Полного уничтожения биосферы в тех местах, где манихеи побеждали, не происходило. Распространение в Западной Европе ереси катаров с середины XII века связано непосредственно с влиянием восточного богомильства, возникшего на территории Болгарского царства. С Балканского полуострова, источника этой ереси, она проникла в Италию, Южную Францию и другие страны Европы. Особенно благодатную почву катары нашли на юге Франции, между городами Тулузой и Альби. Эту ересь отличал особый размах. За несколько десятилетий она превратилась в массовую антицерковь. Богатую, могущественную католическую церковь катары или альбегойцы объявили творением сатаны, крест символом материального злого мира. Этой грязной церкви катары противопоставили свою чистую, построенную на принципе суровой аскезы. Нуска происходит предположительно от французского «ню» – обнаженный, «сок» – совокупление, половой акт – коитус. В то же время Нуску – имя халдейского божества, попавшего в иудейскую и каббалистическую демонологию. Его образом служил фаллический символ, и, наследуя о сиро-вавилонской литературе, фигурка совокупляющихся людей использовалась при колдовстве, например, инвальтацией. Альбегойцы считали земной мир, включая католическую церковь, творением сатаны, отрицали основные догматы церкви, требовали ликвидации церковного землевладения и церковной десятины. Антисистема – системная целостность людей с негативным мироощущением, выработавшая общее для своих членов мировоззрение. Все антисистемные идеологии и учения – объединяются одной центральной установкой. Они отрицают реальный мир в его сложности и многообразии во имя тех или иных абстрактных идей. Вывод из этого двояк. Либо подобные учения призывают в корне изменить мир, на деле разрушая его, либо требуют от человека вырваться из оков реальности, разрушая самого себя. И то, и другое в пределе дает один результат – небытие. Для антисистемы характерна известная скрытность действий и такой прием борьбы, как ложь. Среди адептов антисистемы преобладают люди с футуристическим ощущением времени. Антисистемы всегда складываются в зонах контакта несовместимых суперэтносов, химерах, в силу чего их идеологии противопоставляют себя любой этнической традиции. Распространяются иногда далеко за пределы тех контактных зон, где они появляются. Пример антисистемы – гностицизм, александрийские гностики Василит и Валентин и так далее. Гностики проповедовали, что мир сотворен демиургом, то есть крайне несовершенно. А также манихейство, в мусульманском мире исмаилизм, в Византии и Болгарии богумиль, при которой исчезает их своеобразие. Выросшие в зоне контакта люди не принадлежат ни к одному из контактирующих суперэтносов, каждый из которых отличается оригинальными этническими традициями и ментальностью.
В химере же господствует бессистемное сочетание несовместимых между собой поведенческих черт, на место единой ментальности приходит полный хаос царящих в обществе вкусов, взглядов и представлений. В такой среде расцветают антисистемные идеологии. Потеря своеобразных для каждого этноса адаптивных навыков приводит к отрыву населения от кормящего ландшафта. Таким образом, химеру можно охарактеризовать как общность деэтнизированных, выпавших из этносов людей. В отличие от этноса, химера не может развиваться, а способна лишь некоторое время существовать, впоследствии распадаясь. Происходит своего рода этническая аннигиляция. Возникшие в недрах химер антисистемы выступают, как правило, инициаторами кровопролитных конфликтов, либо химера делается жертвой соседних этносов. С позиции, предложенной Гумилевым концепции этнического поля, колеблющегося с определенной частотой или ритмом, химера представляет собой наложение двух различных ритмов, создающие какофонию. Эта какофония воспринимается людьми на уровне подсознания и создает характерную для химеры обстановку всеобщей извращенности и непрекаянности, а также порождает антисистемные умонастроения. Химера может существовать в теле здорового этноса, подобно раковой опухоли, существуя за его счет и не выполняя никакой конструктивной работы. При этом она может быть относительно безвредной, пассивной, либо же становится рассадником агрессивных антисистем. Примеры химер – контакт хуннов и китайцев в III веке нашей эры, после захвата большей части ханьского Китая хуннами. Контакт привел к гибели почти всех включенных в него этносов. Арабский халифат в X веке нашей эры, где арабы путем создания гаремов смешались с другими суперэтносами. На этом фоне возникла антисистема исмаилитов. Аналогичные процессы протекали в Отоманской порте, но данная химера была безвредной, антисистем до XIX века не возникало. Химерой было болгарское царство, созданное болгарами на славянских землях в 660 году нашей эры. Здесь распространилась антисистема богумилов. Существовали химеры также в доколумбовой Америке, государства инков и муисков. Они были разрушены испанскими конкистадорами. Большинство перечисленных химер сложилось за счет вторжения представителей одного суперэтноса в области проживания другого, после чего агрессор пытается жить не за счет использования ландшафта, а за счет побежденных. Результатом в конечном итоге всегда бывает распад и гибель химеры, так как победители деградируют не в меньшей степени, чем их жертвы. И тем не менее, это отрицательное отношение ко всему живому явилось лозунгом для могучего еретического движения, которое охватило весь Балканский полуостров, большую часть Малой Азии, Северную Италию и Южную Францию и привело к совершенно неисчислимым бедам. Не надо думать, что противодействующие этому католики были в чем-то в каких-то отношениях лучше, святее, или их учение было лучше, чем у альбигойцев. Оно было также логично в своей последовательности, с той только разницей, что они утверждали, что мир должен быть сохранен, и что жизнь как таковая не должна пресекаться, и поэтому они очень много убивали. Казалось бы, парадокс. Нет, не парадокс. Для того, чтобы жизнь поддерживалась, согласно диалектике природы, смерть так же необходима, как и жизнь, потому что после смерти идет восстановление. А альбигойцы сделали очень хитрую вещь. Они якобы из своих идейных соображений отказывались убивать живых существ с теплой кровью. И поэтому выяснить, кто альбигоец, кто не альбигоец, было очень легко. Давали человеку зарезать курицу, если он отказывался, то его тащили на костер. Кто соглашался пролить кровь, тот добрый католик, а прочие были обречены суду инквизиции. Альбигойцы один за другим отказывались пролить кровь и предпочитали взойти на костер. Вы скажете, что альбигойцы были лучше, они были такие гуманные, что даже курицу не могли убить. А выгодно ли это для кур? Ведь если бы кур никто не стал резать и есть, то их бы перестали разводить, они бы просто вымерли. То есть куры бы исчезли как вид. Только благодаря этой смене жизни и смерти поддерживаются биосферные процессы.
Поэтому есть основания считать манихейское учение, в том числе и альбегойское, проявлением негативной экологии. Что из этого получилось и почему я коснулся этого вопроса? Да потому что вот тут-то и возникло первое могучее столкновение на территории Франции. Альбегойцы повели себя настолько вызывающе, что против них был организован крестовый поход. Крестовый поход так зря не организуешь, но альбегойцы не удержались и зарезали одного папского легата очень высокого положения, посла, Пьетро де Кастельно его звали. Он был прислан в 1202 году из Рима, договаривался, не договорился, на обратном пути его прикончили в 1208 году. Ну а после этого, раз кровь пролилась, был объявлен крестовый поход. И все рыцарство Северной Франции, мечтавшее о том, чтобы найти себе какое-нибудь применение, бросилось истреблять этих самых альбегойцев. Легат требовал от местных сеньоров преследования в их владениях упорных еретиков. Согласившись на словах, на деле один из самых могущественных графов Раймонд Тулузский так обращался с папским посланником, что его подданные, еретики-альбегойцы, убили легата. В 1208 году он был причислен к лицу мучеников католической церкви. Смерть Пьетро де Кастельно в 1208 году возбудила против его убийц всех католиков Франции. Папа поручил доминиканцам проповедовать крестовый поход против еретиков. Участникам были обещаны индульгенции, а уклоняющихся брали на примету, проверяли их верование, приводили к примирению с церковью. Упорствующих крестоносцы убивали. Число альбегойцев, погибших на кострах с 1208 года, года начала Инквизиции, по источникам того времени исчисляется несколькими миллионами. На вопрос о том, как отличить еретиков от католиков, один епископ ответил: «Убивайте всех подряд, Господь отличит своих». Альбегойцы эти были перемешаны с местным населением юга Франции, они были перемешаны с католиками. А поскольку альбегойцы считали, что весь мир — это зло, а против зла разрешены все средства, то они всем лгали, что они самые правоверные католики, а на самом деле занимались своими делами. И различить их было нельзя. Альбегойские войны шли с 1209 по 1229 год с перерывами. После того, как альбегойство было осуждено 12-м Вселенским, 4-м Латеранским собором, 1215 год, в крупных городах юга была учреждена инквизиция. Началось кровавое искоренение ереси, сопровождавшееся широкой конфискацией их имуществ в пользу католической церкви и королевской власти. Армию крестоносцев составило северо-французское, частью немецкое рыцарство. Активное участие приняло и северо-французское духовенство. Предводителем крестоносцев стал граф Симон де Монфор. То есть по существу произошло столкновение между Южной и Северной Францией. Это парижский король Филипп Август, который официально в крестовом походе не участвовал, так как был отлучен от церкви за свои грехи. Грехи у него действительно мерзкие, и он сам не мог надеть крест и идти во главе церкви в поход, но деньги он на него давал. И это его соперник граф Раймунд Тулузский, который был просто граф, но владение имел не меньше французского короля, а богатство значительно больше, и он был при этом католик, а вовсе не альбегоец. Но тем не менее, один Филипп Август поддерживал крестоносцев, а другой, Раймунд, поддерживал еретиков. То есть, как видите, дело было не в лозунгах, а в стремлении победить друг друга. А зачем, спрашивается? Почему такой момент религиозный, который являлся делом совести, он вдруг стал лозунгом? Да потому что была такая тяга к действию, что это вылилось в повод к религиозной войне. Победил Север. Тулуза была разрушена, Лион был оккупирован. Все замки альбегойцев, потому что большая часть их были феодалы, они были взяты и уничтожены. В общем, культура,
Богатая провансальская культура была растоптана северными рыцарями, которые насаждали грубые нравы парижан. Париж считался тогда диким городом по сравнению с Тулузой, Марселем, Лионом. Ну, одержали победу. Ладно. Казалось бы, на этом и успокойся. Но воевать-то им хочется. А если хочется, так повод-то найдется. Был выдвинут новый лозунг о праве престола наследия. Закончилась прямая линия династии Капетингов во Франции. Это было в XIV веке. Капетинги находились у власти более 300 лет, с 987 по 1328 год. У короля Филиппа IV Красивого умерли все сыновья. Во Франции осталась одна внучка, дочь старшего сына, Жанна ее звали. Ее выдали замуж за наварского короля, а она была наследницей французского престола. Но французские пэры сказали: «Негоже лилиям прясть, не годится иметь женщину на престоле. Мы хотим иметь на престоле мужчину». И избрали королем в 1328 году ближайшего ее родственника по мужской линии Карла Валуа. Ну какое нам, казалось бы, до этого дело? А однако есть. Потому что у этих померших 3 братьев была сестрица Изабелла, которую французский король выдал замуж за английского короля Эдуарда II Плантагенета. Плантагенеты — фамилия французская, только менее знатные они, вероятно. Происходит из Западной Франции, из Анжу. В общем, они, и король Франции, и Англии, и королева французская, которая вышла за него замуж и стала английской королевой, были чистые французы. И тут английский король, не местный Эдуард II, которого французы прикончили самым жестоким образом, а их сын Эдуард III заявил: «А я ведь являюсь наследником французской короны. Дайте мне трон!» Как вы думаете? В это время в Англии уже существовал парламент, который очень строго давал деньги на всякие королевские мероприятия. А без денег воевать нельзя. Но тут почему-то парламент ассигновал большие суммы на совершенно, казалось бы, безнадежную войну. Дело в том, что в Англии в то время было 3 миллиона человек населения, а во Франции 22 миллиона. Франция была гораздо богаче, и французы были не менее храбры, чем англичане. Организация и культура у них была даже выше, чем в Англии, и однако война все-таки совершилась. И тянулась она больше 100 лет, почему она столетней и называется. Эдуард II Плантагенет, английский король с 1307 года, праправнук основателя английской королевской династии Генриха II Плантагенета. Прозвище происходит от названия кустарника дрог, латинское «плантагениста», ветки которого во время охоты родоначальник династии граф Анжуйский Готфрид V прикреплял к шлему для маскировки. За время царствования Эдуард II возвысил своего любовника Пьера Гавестона и дал ему государственные полномочия, что возмутило баронов. Те схватили Гавестона и казнили без суда и следствия. В январе 1327 года Изабелла Французская, жена Эдуарда и дочь французского короля, и ее любовник Роджер Мортимер, граф Вигмар, захватили короля в плен и заставили отречься от короны. В 1327 году в замке Беркли в Глостершире король был предан казни, посажен на раскаленный до красна железный пруд, а Эдуард III претендовал на французскую корону как внук Филиппа Красивого по материнской линии. Династический спор послужил поводом для начала Столетней войны. Ну, давайте искать причины и поводы этой войны. Экономические. Англичане хотели сбывать свою шерсть фламандским купцам, а фламандские купцы покупать ее беспошлинно. Ну хорошо, это все правильно. Но какого черта ради этого повода было воевать целых 76 лет? Каким-нибудь стрелкам на границе Англии и Уэльса было наплевать на доходы купцов из Сити, однако они пошли и составили как раз самую убойную силу. Не купцы, нет, купцы торговали, они на фронт не шли. А вот стрелки пошли воевать. Если французскому королевскому двору, например, была выгодна гегемония над Фландрией, то крестьянам из Аверни или с берегов Луары, или мелким баронам или духовенству всех этих мест, им было совершенно наплевать на Фландрию, однако они воевали, да еще как.
Давайте разберемся в традициях, которые определили характер этой войны. Англия была завоевана в VI веке англосаксами, до этого она называлась Британия. Англосаксы захватили вот эту часть, восточную часть острова, а в Валлисе, который ныне называется Уэльсом, и в Корнваллисе оставались кельты. Кельтский граф Лотиан переправился в Шотландию и захватил северную часть английских владений, так называемый Лотиан. То есть тут было столкновение двух суперэтносов, двух культур, двух религиозных систем. Потому что англосаксы были язычники, кельты были православные, принявшие христианство из Египта. Потом, когда саксы приняли христианство из Рима, война все равно продолжалась. И добавилось к этому еще вторжение норвежских и датских викингов, которые захватывали Англию и пытались ее удержать. Кончилось это все в 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель подчинил себе Англию. А был он по происхождению норвежец, забывший свой норвежский язык и говоривший по-французски. И привел он с собой много французских рыцарей и устроил им блатные местечки при дворе и в управлении. Потому что этническая и этическая рознь идет главным образом не по линиям социальных устройств и социальных институтов, а по линиям кто кому поможет хорошо устроиться. Так вот, короли Вильгельм и его дети, Вильгельм II и Генрих I, нормандской династии помогали французам. А когда династия пресеклась в XII веке, и королем Англии стал Анри Плантажене, или, как мы его сейчас называем, Генрих Плантагенет, он-то был самый натуральный француз. Он, значит, стал английским королем и всюду протаскивал своих французов, и его потомки тоже. И вы можете представить, как эти англичане возненавидели французов. Лютой ненавистью. Чужой, да еще начальник, да еще заблатованный, да еще они безобразные. Неудивительно, что когда им эти самые плантагенеты предложили истребить французов, то англосаксы с восторгом пошли. Но все-таки оказалось, что сила английской армии достигалась за счет другой этнической коллизии. Дело в том, что я уже говорил об уэльских кельтах. Сопротивлялись они англосаксам жутко, потому что англосаксы, пришедшие еще с волной великого переселения народов, с кельтами вели себя исключительно жестоко. И кельты возненавидели их лютой ненавистью. И когда французы победили англосаксов, они сказали: «Это, пожалуй, еще лучше, потому что таких гадов, как англосаксы, кто бы ни давил, все равно мы к нему будем относиться хорошо». Война на этом не кончилась, но как-то стала ослабевать. И в правление Эдуарда I, это конец XIII века, она ослабла. Эдуард I вошел в Уэльс, чтобы подчинить его себе. Это было предприятие совершенно неосуществимое, потому что тяжелая рыцарская конница английского короля побеждала во всех открытых столкновениях. Но уэльсцы выкопали себе ямки, бункера под мхом. Там много холмов, они покрыты мхом и вереском. Они делали тайные лазы и целый день сидели на ветвях, и найти их не было никакой возможности. И потом, когда англичане, утомленные дневными поисками, ставили палатки и ложились спать, выспавшиеся уэльсцы вылезали и стреляли из своих длинных луков по палаткам и убивали спящих англичан. Те, значит, шум-гам, старались побить уэльсцев, а те убегали. Кого удавалось поймать, тех кончали. И так война могла тянуться, пока не надоест. В конце концов надоело, и был предложен компромисс. Уэльсцы сказали: «Мы примем от тебя государя». По феодальному праву он должен им был дать государя, который его бы там представлял. Но он должен был родиться в Уэльсе, быть знатного рода и не знать ни слова по-английски и по-французски. Тот сказал «ладно» и велел вождям кланов явиться к нему. Те пришли, он вынес своего 2-недельного сына и сказал: «Вот вам, пожалуйста». Он родился в Уэльсе 2 недели тому назад. Он знатного рода. Он не кельт. И он не знает ни слова ни по-английски, ни по-французски. Уэльсцы согласились. И вы знаете, это пошло на пользу и тем, и другим, потому что свои этнические особенности и даже язык уэльсцы сохранили. Ирландцы в XIX веке потеряли, а уэльсцы сохранили до нашего времени. Кроме того, они обладали искусством, которое не знал никто в Европе. Они стреляли из длинных луков, составных, клеенных, очень тугих. Они умели стрелять так, что стрела летала на 450 метров и имела хорошие пробойные качества.
И они этому подучили англосаксонских стрелков. Но самые лучшие стрелки в английской армии были, конечно, уэльсцы. Они достигли примерно середины уровня военной техники Восточной Азии, потому что из монгольского лука стрела летела на 700 метров, а на 450 она пробивала насквозь любой доспех. Ну, все-таки, видите, Европа как-то за Азией тянулась и ее догоняла. Кроме этого, уэльсцы получили возможность отправить своих юношей, желавших славы и добычи, на очень выгодную французскую войну. А английские короли получили пехоту, да еще такую хорошую, как лучники, которые стреляли в 3 раза лучше, быстрее, чем французские арбалетчики. Арбалет вообще такой механизм туго заряжается. И когда война началась, то, к общему удивлению, англичане имели грандиозные успехи, захватив часть Западной Франции и даже Британь. Как мы видим, повод к войне был чисто фиктивный и выдуманный. А казалось бы, французам ничего не стоило сказать. Ну что ж, внук нашего великого Железного Короля, то есть Филиппа IV Красивого, огнем и мечом разгромившего в 1307 году орден тамплиеров, садись у нас на престоле в Париже и управляй. Тем более, что родной язык у Эдуарда III был французский. Жена у него была тоже не англичанка, она была фламандка, такая пухленькая, розовенькая, голландского типа девица. Он мог бы управлять из Парижа обеими странами. Ничего подобного. Они хотели воевать друг с другом, и поводы, как видим, у них были. Захватив юго-западную Францию, французские короли не сумели занять узкую полоску вдоль Бискайского залива с городом Бордо, который был долгое время столицей английских королей, вернее, их резиденцией. Они предпочитали жить в Бордо, нежели в Лондоне, потому что в Лондоне по уставу лондонской коммуны, то есть городской общины, ни один дворянин не имел права ночевать в Лондоне. И король, который приезжал в свою собственную столицу, должен был до заката солнца решить все дела, после чего он отправлялся в загородный дворец, специально для этого построенный. Он же дворянин, он не имеет права ночевать. Что прикажете? Вот такие обычаи были. А Бордо — это множественное число от слова «бордель». Сами понимаете, там было весело. И поэтому английские короли предпочитали жить в Бордо. Но удавалось это им, потому что эта часть современной Франции вдоль берегов Гаронны и до Пиренеев была заселена не французами, а гасконцами, то есть басками, которые по-французски ни слова не знали и терпеть не могли французов. Примерно так же, как кельты англосаксов. И поэтому они были с удовольствием готовы помогать англичанам, и, собственно, не потому, что они были англичане, на англичанам было наплевать, а вот с помощью англичан можно было ударить по французам, и они действовали со страшной силой. Точно так же на хвосте у английского короля висела Шотландия. Шотландские кельты захватили Лотиан, населенный отчасти норманнами, отчасти даже северными саксами, и Нортумберленд. Они составили довольно сложносоставной шотландский этнос, который всегда ссорился с англичанами до предела, и терпеть они друг друга не могли. И знаете, вообще говоря, надо было только улучшить хороший момент для англичан, чтобы захватить шотландцев, а для шотландцев разграбить Северную Англию. Тем более, что шотландцы делали это очень быстро. У них конницы не было, пехота у них была в юбках, и поэтому они грабили их почем зря. Простите меня за эту небольшую остроту, малоудачную. Конечно, в юбках не получалось боевых качеств, но, во всяком случае, давало стимул для того, чтобы получить больше материи, чем в брюках. Потому что единственный способ одеться были овцы. Шотландцы — скотоводческий народ, а не земледельческий. А на тех вересковых холмах много овец не разведешь. Страна была очень бедна и нуждалась в грабеже. Как видите, все пассионарные страны в этот период вхождения в фазу пассионарного перегрева, оказались уже не поборниками тех своих идеалов, которые они имели до этого, а противниками своих соседей. И действовали они со страшной энергией, но уже не столько под лозунгом «за что», а против чего. При этом этнический момент играл первостепенную роль. Естественно, как можно было объединиться французскому феодалу с английским герцогом? Да никак. Вот они и воевали друг с другом. Может быть, испанцы? Попробовал Черный принц, сын Эдуарда III Плантагенета, помочь Педро Жестокому занять престол. Половина испанских феодалов оказалась на стороне английского Черного принца, а другая половина — на стороне французского конетабля Дюгеклена и победила.
То есть они боролись друг с другом. Даже сами кастильские феодалы, арагонцы, тоже феодальная страна, они соперничали с французскими феодалами за право грабежей в западной части Средиземного моря. Педро Жестокий, 1334-1369 годы, король Кастилии и Леона, сын Альфонса XI и Марии Португальской. Восстановил против себя дона Жуана Абукерка, долго бывшего советником его отца. Абукерк, чтобы отомстить королю, старался под личиной защитника отвергнутой королем супруги вызвать восстание среди аристократии. Арагония, Наварра и граф Трастамаре, которому помогали папа и французский король Карл V, заключили союз против Педро. Он бежал в Галицию, затем в Байону, а брат его короновался в Бургасе под именем Генриха II. Склонив на свою сторону принца Эдуарда Валлийского, так называемого «Черного принца», Педро собрал войско и двинулся в Кастилию. Генрих II, полагаясь на большую численность своего войска, отважился на битву, но был разбит на голову. Однако он снова нашел помощь во Франции и Арагонии. В долине Монтиэль, в Ла-Манче, в марте 1369 года борьба за престол решилась в пользу Генриха II, который при попытке брата бежать из Монтиэля заколол его собственноручно. Немцы, те в это время, к счастью, были в большом распаде и убивали друг друга. Как обычно, абсолютно не хватает победы над своими, и поэтому они опасности для соседей не представляли. Но благодаря этому французским королям удалось спасти Бургундию. А Бургундия – самое натуральное французское герцогство. Но вот если правду сказать, то они, подчинявшиеся французскому королю, когда Людовик Святой попал в плен к мусульманам во время крестового похода, то в Марселе звонили колокола, служили торжественные обедни и пели «Те Деум Лаудамус» «Тебя, Бога, славим». А именно за то, что этого гада, французского короля, наконец-то кто-то захватил в плен. В Германии был длительный период междуцарствия с 1257 по 1273 год. Затем курфюрсты избрали графа Рудольфа Габсбурга императором. В 1298 году курфюрсты низложили императора Адольфа Нассауского, который был убит в 1298 году в битве с следующим императором Альбрехтом I Габсбургом. В 1308 году Альбрехт I Габсбург, с 1298 года император Священной Римской империи германской нации, был убит своим племянником из-за наследственных споров. Императором стал Генрих VII, граф Люксембургский. После смерти императора Генриха VII при осаде Флоренции в 1313 году на власть претендовали герцог Австрии Фридрих Габсбург и герцог Людовик Баварский Виттельсбах. Их борьба продолжалась до 1322 года и закончилась победой последнего. В 1364 году Филипп II Смелый получил от отца Иоанна II Доброго вленное владение герцогства Бургундию. Посредством брака с Маргаритой Фландерской он расширил свои владения. После смерти Карла V Мудрого с 1338 по 1388 год власть над Францией находилась в его руках, как опекуна своего племянника Карла VI Безумного. То есть сменился вектор, сменилось направление сил. И повышенный индивидуализм в странах Западной Европы привел к тому, что каждый мог использовать пассионариев, к нему примыкавших, составить ту или иную банду и бороться за себя, включая королей английского и французского. Но тут, конечно, кто-то мне может возразить. Все-таки англичане нация, французы нация. В это время они уже сложились, они боролись. Гасконцы, бретонцы, провансальцы, шотландцы, они боролись за свои национальные права. Все это очень хорошо. Но когда кончилась эта столетняя война в 1453 году, и английских феодалов сбросили в море,
им остались только город Кале и Нормандские острова, сразу после сожжения Жанны д'Арк в 1430 году, и англичане оказались у себя дома, вы думаете, они успокоились? Нет. Они сразу же затеяли новую войну на 30 лет под лозунгом «Алые и белые розы». Одни феодалы повесили у себя на щите белые розы, это были графы Йорки и Невиллы. Другие алые розы, это были Саффолки и Ланкастеры. Война «Алые и белые розы» 1455 и 85 года — войны за английскую корону между младшими сыновьями Эдуарда III. И они начали убивать друг друга со страшной силой. И привлекали к себе стрелков, копьеносцев, вольных добровольцев, охотников. И те шли и убивали друг друга так, что, в общем, Англия опустела. Причем война эта была понятна людям своего времени, и в последней битве, решающей битве, когда Белая Роза победила Алую, это битва при Тьюксбери, и король, будущий король Англии Эдуард V Ланкастер, кричал своим воинам: «Щадите простолюдинов, бейте знать». Почему? Потому что все пассионарные люди сумели уже обзавестись гербами и объявили себя знатью. А королю нужно было снизить количество пассионариев в своем королевстве. Иначе он управлять ими не мог. Потому что каждый уже работал на себя. Таково было положение дел в Западной Европе довольно долго. Францию спасла Жанна д'Арк, так все французы считают, и это справедливо. Но чем она ее спасла? Дело в том, что французы делились тогда на два сорта. Объединенная Франция, Франция примерно в современных границах, включала в себя два этноса – северо-восточный и юго-западный. Сначала, в первой половине Столетней войны, 1337-1360 годы, юго-западный этнос – это жители Аквитании, между Луарой и Парижем, поддерживали плантагенетов, то есть англичан, против ненавистного города Парижа. А северо-восточная часть Франции поддерживала Париж и национальное знамя Карла Мудрого против англичан и изменников-аквитанцев. Так, прекрасно. В первый период войны Франция одержала победу, потому что у французского короля оказался гениальный полководец Бертран дю Геклен. А он был не южный и не северный француз, и вообще не француз, а бретонец, кельт. Но он был мастер партизанской войны. 2 раза он попадал к англичанам в плен, и 2 раза его выкупали за выкуп, равный королевству за 100 тысяч ливров. Собирали деньги и выкупали. Исключительной храбрости был человек. Дофин Карл заключил мирный договор с Англией, по которому у англичан оставался весь юго-запад Франции. Кроме того, он выплатил выкуп за отца в 3 миллиона экю. Перемирие длилось до 1369 года. Вы скажете, что это был изменник своего народа, отщепенец, который перешел к французскому королю служить? Мог бы и к английскому, а? А вот и нет. Он был бретонец и остался бретонцем. Когда после победы над англичанами Бертран дю Геклен был назначен коннетаблем Франции, это второе лицо после короля, он получил вдруг приказ подавить восстание своих земляков, бретонцев, и он отказался. Король заявил, что если он отказывается выполнить миссию, на него возложенную, то он лишает его звания коннетабля. Дю Геклен бросил меч, сел на коня и уехал в Испанию. За ним побежали все вслед, чтобы его упросить остаться. Он был национальный герой Франции. Но не успели, потому что там по дороге он схлестнулся с какими-то разбойниками, и они его убили. Он их разбил, а они его убили. Но, во всяком случае, как видите, этнический принцип соблюдался. Так вот, Британь в этой катавасии между Англией и Францией занимала совершенно промежуточное, самостоятельное положение. Там была партия проанглийская и профранцузская. Виноват, я должен сказать иначе. Антианглийская и антифранцузская. Потому что и те, и другие воевали за свою Британь или за своих бретонцев, а не за англичан и не за французов. Блуа были противниками англичан, Монфоры были противниками французов, причем и те, и другие были французского происхождения. Но войска их состояли из бретонцев, потому что бретонцы в это время были самым пассионарным этносом.
Когда кончился этот период, и Франция, объединенная уже Людовиком XI, который прикончил всех феодальных вождей, подчинил себе Бургундию, снова создал единое королевство, в котором была, как они говорили, одна вера, один закон, один король. Вы думаете, все это удержалось? Как может удержаться система, которую изнутри распирает какая-то энергия? Существует небольшое время на размножение, причем пассионарии размножаются интенсивно. И возникли новые лозунги и новые победы – гугенотские войны. Когда я учился истории на истфаке, то нас учили довольно сложно, что католики были феодалы, а гугеноты были буржуазия, и буржуазия боролась с феодалами. Но когда я стал готовиться к сдаче государственного экзамена и почитал литературу по этому поводу, я вдруг увидел – ничего себе эти самые гугеноты-буржуа! Во главе их стоит королева Наварская и король Наварский, адмирал Колиньи, принц Конде, маршал Бассомпьер. Это все гугеноты. Гугеноты! Не каждого заставляли. Гасконские бароны типа Д'Артаньяна, Д'Артаньян-то был уже католик, а вот его деды были гугеноты. Бретонские вожди кланов – ничего себе буржуазия! Горцы из Севен в Восточной Франции – самые настоящие крестьяне. Они все гугеноты. Но в том числе буржуазия была, конечно, была. Ля-Рошель – замечательный город в устье Луары, и еще Нант – они были торговыми городами, были гугенотские. Но, с другой стороны, самый крупный буржуазный центр Франции – Париж – католический, Анжер – католический, Лиль – католический, Руан – католический. Герцоги Гизы – католики. Крестьяне центра Франции в подавляющем большинстве католики. То есть принцип сословности не выдерживается никак. Гугеноты – последователи учения Кальвина, стремившиеся к распространению идей реформации церкви во Франции XVI-XVIII веков. Вооруженное противостояние гугенотов и сторонников католичества обеспечило первым по Нантскому эдикту 1598 года возможность исповедовать свою веру, а также ряд политических и военных прав. Опорой гугенотов были экономически развитые города юго-запада Франции, а также представители дворянства, стремившиеся к ограничению королевского абсолютизма. Вожди гугенотов, король Наварры Генрих Наварский с 1562 года, женат на Маргарите Валуа, сестре Карла IX. Колиньи Гаспар де Шатийон, адмирал Франции с 1569 года, глава гугенотов, убит в Варфоломеевскую ночь. Людовик I Бурбон, принц Конде, младший сын Карла Бурбона, герцога Вандомского, брат Антона, короля Наварры, а также Франсуа Бассомпьер, маршал Франции и дипломат. Гизы – французский аристократический род, являвшийся боковой ветвью лотарингского герцогского дома. В период религиозных войн XVI века возглавляли католиков. Франсуа Гиз расправился с гугенотами, участниками Амбуазского заговора 1560 года, направленного против гизов. В марте 1562 года учинил кровавую резню гугенотов в Васси. Генрих Гиз, сын Франсуа Гиза, один из организаторов Варфоломеевской ночи 1572 год, глава католической лиги 1576 год. Претендовал на королевский престол, был убит по приказу Генриха III. Посмотрим соседние страны при реформации. Например, Нидерланды. Там тоже лучшие герцоги, кальвинисты, гёзы, обедневшее дворянство. Католики в крупных городах в Южной Фландрии, в современной Бельгии, буржуазия. Но вместе с этим есть католики-дворяне и протестанты-буржуа. То есть этот принцип абсолютно не работает. А вот если положить это на этническую карту, мы увидим, по какому принципу строилась эта война, учитывая максимальное пассионарное напряжение, которое еще не начало спадать. Возьмем вот ту же самую Францию, которую, может быть, вы лучше представляете. Вот эта местность, Британь, была населена кельтами. Кельты ненавидят Париж, а в Париже католики, следовательно, в Вандее гугеноты. Эта местность, Гаскония, заселена гасконцами.
Гасконцы ненавидят Париж, следовательно, здесь гугеноты. Здесь Прованс, провансальцы. Они к этому времени, к XVI-XVII векам, довольно вяло относятся к Парижу, и Прованс не участвует активно в этих религиозных войнах. В Севеннах дикие горцы, которые даже не по-французски говорят, а на каком-то диалекте, и здесь основа гугеноты. А здесь, в центральной части Франции, захваченной когда-то еще за 1000 лет перед этим франками, сплошь католики. Война, как известно, кончилась компромиссом. Они непомерные условия выдвинули для короля. Посадили гугенотского короля с тем, чтобы он перешел в католичество, а совестливый папа ему дал прощение. «Париж стоит мессы», — сказал Генрих IV и стал королем. На этом кончилась трагедия. Но за счет чего она была? Ведь оказалось после этого, что гугеноты и католики в XVIII веке стали невероятно мирно уживаться друг с другом. И до сих пор свободно живут во Франции протестанты. Но никто даже не интересуется тем, кто протестант, кто католик. То есть это был выбранный лозунг для того, чтобы как-то оформить те движения, которые были. А движения, как я вам уже сказал, были в данном случае не социальные, а природное броуновское движение. Оно кристаллизировало среду в этнические целостности, которые боролись между собой до тех пор, пока они не могли не бороться, до тех пор, пока они хотели бороться. Ибо причин к этой борьбе, экономических или политических и социальных, у них не было никаких. Их не было и не могло быть, а был важен сам факт борьбы. Если в первой фазе борьба «за», то во второй фазе борьба против того, кто был первым. Сделаем отдых и перейдем к Ближнему Востоку. Этот процесс, который я постарался обрисовать на материале англо-французском, очень бегло и очень поверхностно, времени у нас мало, он не случайен. И в доказательство я приведу совершенно аналогичное явление, которое имело место на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке мы знаем две культуры, два суперэтноса. Один из них, возникший где-то в начале II века, византийский, другой в VII веке арабский. И тут в Византии, естественно, акматической фазы, то есть фазы наивысшего развития пассионарности, когда был перегрев, они достигли раньше, чем европейцы, потому что они просто раньше создались. Так что они были по возрасту старше. И, следовательно, хронологически их достижение зрелости и достижение техники и культуры с ним связанное было раньше, очевидно, в Византии. Это началось в VII-VIII веках и кончилось примерно в X веке. Акматическая фаза – фаза этногенеза, в которой пассионарное напряжение достигает наивысших для данной системы уровней. Наступает после фазы подъема. Этническая система в данной фазе характеризуется господством пассионариев жертвенного типа, наивысшим числом подсистем, субэтносов, предельной частотой событий этнической истории. Жертвенные пассионарии встречаются и в фазе подъема, но в акматической фазе у них появляется новый настрой, стремление к максимальному утверждению себя как личности, а не только к победе своего этнического коллектива в целом. Это означает, что в акматической фазе начинает меняться ощущение времени, появляются актуалисты. Все это определяет общественный императив фазы «будь самим собой». Рост индивидуализма в сочетании с избытком пассионарности часто приводит этнос в состояние, именуемое пассионарным перегревом. При пассионарном перегреве избыточная энергия, которая в фазе подъема тратилась на бурный рост и экспансию, начинает погашаться на внутренние конфликты. Так, акматическая фаза в европейском суперэтносе ознаменовалась войной гвельфов с гибеллинами и провалом политики крестовых походов из-за распри между вождями крестоносцев. В Византии IV-VII века внутренними раздорами на религиозной почве. Акматическая фаза в России – смутное время,
У монголов распад единого улуса, созданного Чингисханом. В средневековом Китае эпоха Тан, 658-907 годы нашей эры, ознаменованная восстанием Ань-Лушане, 756-63 годы, за время которого население Китая сократилось втрое. В Византии этот же самый процесс пассионарного перегрева, выразившийся в кристаллизации этноса, имел оформление несколько иное, чем мы излагали. Он бы выразился здесь в чистый надлом, потому что вся Византия была в эти времена уже маленькая. Она охватывала Малую Азию, Грецию, небольшие части Италии, Сицилии, маленькие области и вот эту южную часть Балканского полуострова. Это была Византия века IV, но и здесь кипели страсти, и здесь люди искали повода сцепиться между собой. Ибо малоазиаты были совершенно не похожи на эллинов, греков. И славяне, которые заменили собой эллинов на Балканском полуострове в VII веке нашей эры, были очень мало похожи на такое кавказоидное население Малой Азии. Ну, в строгих формах православия, собственно, казалось бы, спорить не о чем. Все предусмотрено, все расписано. Система стала жесткой, ортодоксальной. И тем не менее, нашли же из-за чего поссориться. Греки очень любили рисовать иконы, художники они были замечательные. Традиции у них из Египта и Ближнего Востока шли самые великолепные. И люди вешали у себя дома и в церквах иконы и на них молились, находя в этом, так сказать, утешение и удовлетворение. Малоазиаты — народ восточный, потому они склонны были больше мыслить абстрактными категориями. Они говорили, что надо молиться Богу духу, а не изображению. Им говорили: да изображение-то нам просто помогает сосредоточиться. Ну да, говорят, сосредоточиться. Вы доске молитесь, а не духу. Слово за слово император Лев III из Исаврийской династии, вот отсюда, из этих горных районов происходил, он сказал: мы, конечно, православные люди, но иконам молиться нельзя. А если вы хотите рисовать, то пишите светские изображения, а не иконы. И велел сорвать самую почитаемую икону Божией Матери, которой ходили жители Константинополя и почитали ее. Но когда солдат полез снимать икону, то население, женщины главным образом, выбили у него лестницу из-под ног. И он разбился. И с этого началось. Воинственные, храбрые, прекрасные организаторы, императоры-малоазиаты требовали, чтобы икон не было, и чтобы люди молились абстрактным образом в установленном порядке. Считалось, что иконы — это идолопоклонство. Жители европейской части империи, греки, славяне, албанцы говорили: «Как? Наши святые иконы разрушать? Что за безобразие?» У правительства, естественно, была вся власть, армия и сенат, и чиновничий аппарат. Выступали против них монахи Студитского монастыря и любители изобразительного искусства. Игуменом Студитского монастыря в Константинополе, IX век, был Феодор Студит. Защитник почитания святых икон, написал много назидательных книг и церковных песнопений. Эта война очень много крови унесла и стоила Византии больших потерь, потому что они мешали друг другу сопротивляться внешним врагам, арабам, болгарам и даже западным европейцам, берберам, которые захватили Сирию. Очень мешали. И тем не менее она продолжалась, так же, как в Европе продолжались войны с альбигойцами, по существу сепаратистские войны юга Франции против севера, так же, как Столетняя война. Только кончилось это несколько быстрее, потому что сам по себе массив Византии был меньше. И после Македонской династии все эти споры угасли и уступили место третьей фазе этногенеза, инерционной, о которой я буду говорить в следующий раз. У арабов, казалось бы, и такого спора не могло возникнуть. Там очень жесткая система почитания Корана. Произнести надо формулу ислама. Гумилев произносит по-арабски краткий и очень емкий словесный принцип таухида, безоговорочное принятие идейной основы ислама. Это все мусульмане произносили: нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед — пророк его. И казалось бы, ну какие тут идеологические споры могут быть? Но ведь нашли из-за чего поспорить. Кто должен быть халифом? Тот ли, которого выбирают все мусульмане, или потомок из семьи пророка, потому что у Мухаммеда прямых потомков не осталось? У него сестра была, Фатьма, и она вышла замуж за Али. У них было 2 сына — Хасан и Гусейн.
Гусейн-младший, энергичный, погиб в борьбе со своими противниками в Месопотамии, его убили. И вот память этого события Аль-Хусайн шииты до сих пор празднуют. А если и не празднуют, то с правом внесения какого-то выкупа. А Хасан был человек толстый, сластолюбивый, имел большой гарем и развел большое количество алидов, потомков Али. Так вот, те, кто хотел выступать против центрального правительства, они выступали как «земья Али». Земья буквально партия Али. То есть земиты — это партийные, которые возражали против, так сказать, государственной власти, базировавшейся на тех беспартийных мусульманах, подчинявшихся сунне, книге, сборнику рассказов о жизни пророка. Дело, конечно, было не в сунне, которую можно было почитать или не почитать, а дело в том желании не подчиняться центральному правительству, которое облеклось здесь в форму шиизма. И шиизм закрепился настолько, что он создал идеологические системы от совершенно прогрессивных, то есть от экологически позитивных, жизнеутверждающих, дающих право на жизнь, на сохранение биосферы, до совершенно негативных форм, еще более крайних, чем альбегойство во Франции. Я уже рассказывал про распад арабского халифата. Причем надо сказать, что тут самыми энергичными противниками и врагами централизованной системы, имевшей сначала столицу в Дамаске, а потом в Багдаде, выступили те же самые арабы, которые как раз должны были, казалось бы, поддерживать свое арабское правительство. Но арабское правительство, это дейлимиты Бахрейна, у них впервые возникла особая специальная карматская держава с карматской религией, если ее можно так назвать. По-моему, даже нельзя, скорее, с идеологической системой. Форматы учили тому, что ислам имеет еврейские корни, это религия, годная для всех и про всех. Но если кто-нибудь хочет узнать больше, то надо заплатить деньги и стать на путь. Ну, тоже не у всех деньги брали, а только, так сказать, выбирали себе подходящих людей. Брали от этого новообращаемого взнос небольшой и сообщали ему кое-какие сведения. Но говорили, что это еще только вторая степень, очень слабая. Заплати еще и получишь третью, там интереснее. Дальше четвертая. Седьмая же, она была очень остроумная. Они открыли антимир. Они сказали, что Мухаммед обманщик, все пророки обманщики, верить им не надо. Бога, конечно, нет, все чепуха, существует мир и антимир. Этот мир, в котором мы живем, он плохой, потому что здесь всякие кафии, эмиры, муллы, халиф со своим войском. Они угнетают и обижают бедных людей, которые, если они достигнут совершенства и удачно мир покинут, то они попадут в антимир, где все будет наоборот. Они будут обижать этих мусульман, кафиев, эмиров и так далее. Причем такая незамысловатая, казалось бы, антисистема нашла себе большое количество приверженцев. Так как весь мир, в котором мы живем, считался абсолютно плохим, то тот антимир считался хорошим. И по отношению к плохому миру разрешались все средства борьбы, в том числе ложь. Карматы, или как их на Востоке называют исмаилиты, должны были лгать всем. С шиитом он должен быть шиит, с суннитом суннит, с евреем еврей, с христианином христианин, с язычником язычник. Но он должен помнить, что он подчинен своему пиру, старцу. Никакого духовенства у них не было, а иерархия была очень строгая. Каждая община имела своих руководителей, которым подчинялась совершенно беспрекословно. На смерть они шли не дрогнув, потому что за мученическую смерть им гарантировалось попадание в антимир, где вечное блаженство. А чтобы они верили, что антимир действительно существует, что это не обман, им давали покурить гашиш, самый обыкновенный наркотик. И вы знаете, они его видели. Видения у них были такие, что за них стоило вообще погибнуть. Исмаилиты – приверженцы мусульманской шиитской секты, возникшей в халифате в середине VIII века и названной по имени Исмаила, старшего сына шестого шиитского имама Джафара Садыка, которого они, в отличие от других шиитов-исмаилитов, считали законным седьмым имамом. В IX веке исмаилиты разделились на две подсекты.
Одна из них признавала скрытых имамов, потомков сына Исмаила, скрывавшихся от преследования аббасидов. Позже получила название фатимидских исмаилитов. Другая, позже получившая название карматов, считала, что имамов, как и пророков, должно быть 7, и поэтому после Мухаммеда ибн Исмаила остается ожидать Махди. Идеологическая система исмаилизма состояла из двух доктрин: внешней, общедоступного учения для рядовых членов секты, и внутренней, которую открывали лишь членам высших степеней. Казалось бы, такая секта, отнюдь не отражавшая интереса к миру, а наоборот, крайне ему противоречившая, не должна была иметь никакого успеха. Куда там? Они успешно взяли Бахрейн, захватили Сирию и Палестину, проникли в Персию, в Алжир. И тогда Убейдулла, авантюрист, объявивший себя потомком Фатьмы, обратил в исмаилизм берберов Атласа и установил там правление своей династии и объявил халифом себя. Фатимиды ходили в белых одеждах и назывались «белые», в отличие от сторонников багдадского халифа, аббасидов, которые ходили в черных одеждах и назывались «черные». В синих и зеленых одеждах ходили сторонники белых из династии Омейядов. В красных, тоже была такая партия, ходили сторонники, которые религии не признавали, но духовное начальство отмечали – аюбиды. С 1250 по 1517 год Египет управлялся потомками гвардейцев последних султанов династии аюбидов – мамлюками. То есть тут по линии условно взятого лозунга развернулась жуткая борьба, разорвавшая халифат на составные части. Как видите, в одних случаях мы имеем лозунги национальные, в других случаях мы имеем лозунги искусствоведческие. А здесь мы имеем лозунги, так сказать, чисто условные, в сущности, цветовую гамму, в точности отвечающую разделению людей одной системы на разные группировки. Весь этот страшный период развала халифата занял даже IX и X века, несколько позже, чем в Византии. К концу X века халифат уже не представлял никакой целостности. Все эти эмиры, калифары, все губернаторы провинций отказывались подчиняться багдадскому халифу, выполнять его приказы и, самое главное, приносить ему доходы от провинций, которыми они управляли. Деньги они оставляли себе, это они великолепно знали. И деньги им действительно были нужны, потому что только с помощью денег они могли навербовать такое количество воинов и прислуги для воинов, тех самых простых субпассионариев, которые могли им обеспечить жизнь и победу в войне. В те времена война стоила так же дорого, как в наше время, немногим дешевле. Но число воинов, стоящих в строю, составляло примерно 10% от числа мобилизованных. Потому что настоящий, полноценный воин, кази, имел панцирь, имел 2 лошадей, одну для поездки, другую для боя. В бой нельзя было идти на усталой лошади, это смерть. Кроме того, он должен был быть чистым. Его должны обслуживать, стряпать и отапливать ему палатку. Он сам занимался только спортивными упражнениями и отдавал свою жизнь в решающем сражении. Усталому человеку идти в бой бессмысленно, это была растрата капитала, которого у них просто не было. Поэтому количество обслуги было колоссальное. Это сейчас все разделено. Солдат сам себе кашу варит в котелке, но котелок предоставляется из тыла, провиант ему доставляется из тыла, снаряды ему доставляются из тыла, вообще очень много ему доставляется из тыла. А в то время воин имел при себе все оружие и все необходимое для быта. Поэтому пассионарии записывались в армию как воины и дружинники каких-то самовольных эмиров и султанов, а субпассионарии как их обслуга. Им было даже выгодно, потому что жизнью-то они не очень рисковали. А после битвы помародерствовать, побегать или поискать в карманах убитых что-нибудь или ограбить мирное население – это они могли. В отличие от Западной Европы, весь период разложения халифата и вся его акматическая фаза заняли всего около 1,5-2 веков. За счет чего? Какие тут социальные причины? В общем, социальных причин-то, вы знаете, никаких особых и не было, потому что, согласно даже концепции исторического материализма, и там была одна и та же формация – феодализм. Действительно, так и было. С крестьян собирали деньги.
Эти деньги выдавались в той или иной форме служилому сословию феодалам, которые за счет этих денег существовали или воевали. Одинаково и там, и тут. Во Франции, Англии, Германии, Испании этот период пассионарного перегрева шел с 13 по конец 17 века, то есть 400 лет, а здесь у мусульман он занял меньше 2 веков. Вспомним, что пассионарная энергия, я условно ее называю пассионарная, это энергия живого вещества биосферы, имеющая эффектом пассионарность, кристаллизуется в форме образования этнических систем и культурных ценностей. Культурные ценности люди сами создавали, а вот с этническими системами получались разные вещи, так как этнос — это система людей, объединенных общим стереотипом поведения, общим временем возникновения и общим принципом отношения человека к ландшафту. А если у вас приехавшие люди, то уж они никак к ландшафту бережно относиться не могут, и стереотип поведения они все сразу усвоить не могут. В африканских странах были арабо-мусульмане, но ведь от этого-то они на самом деле арабо-мусульманами не становились, понимаете? Когда привозили каких-то суданских негров, высоких, стройных, исключительно сильных, с быстрой реакцией, их записывали в войска египетского халифа. И с другой стороны, привозили из Крыма, из Причерноморья и из Средней Азии таких, понимаете, половцев и туркмен, блондинов голубоглазых, редких бойцов на саблях, среднего роста, поворотливых. Их тоже записывали в войско. И хотя они были записаны в одни и те же полки, никакого контакта между ними не было. Там они научились говорить и понимать друг друга на общедоступном арабском языке. Язык-то выучить дело нехитрое, особенно язык бытового общения. Полгода и выучишь, а вот понимать мысли чужого очень трудно. И своего, конечно, легче понимать, чем чужого. Увидев, что никакого контакта между черными и белыми мамлюками, то есть государственными рабами-воинами, нет, египетские халифы стали из них делать разные части, черные и белые. Смеси не было. Потом оказалось, что и белых-то несложно разделить, потому что туркмены из Средней Азии и половцы из Южной России имели между собой большие отличия и терпеть не могли почти друг друга. И как только выходили из повиновения, начинались драки, кровопролитие. А так как все покупные воины стоили очень дорого, то таких вещей допускать было нельзя. Этносы стали складываться даже в урбанистических системах Ближнего Востока. Но вы скажете, что это первое поколение, а следующее, родившееся в условиях данной культуры, воспитанные люди, они должны быть одинаковые и похожи друг на друга. Да, но вспомните, что ведь матери у них всех были разные. Гаремы-то у всех были достаточно активные и многоплеменные. И поэтому дети одного отца, но разных матерей и воспитанные, соответственно, матерями, потому что отцу было некогда на них внимание обращать, они вели себя по-разному. То есть процесс этногенеза в условиях экзогамии, в условиях колоссального смешения оказался более интенсивным. Я не говорю, хорошо это или плохо. Эти «хорошо» или «плохо» — это вещи, которые к естественным наукам неприменимы. То, что я вам читаю, это наука естественная, это этногенез, как естественный процесс образования и уничтожения этносов. Надо просто знать, как ведут себя элементы биосферы, в которых мы живем, и с которыми мы, естественно, должны считаться. Это дает возможность сделать вывод, что относить этнос к социальным явлениям совершенно невозможно. Социальные явления, социальные состояния даются законодательными актами. Любого человека можно было сделать, скажем, в царской России дворянином или разжаловать его в солдаты, сделать крестьянином, лишить дворянства. Можно сделать купцом, можно было лишить этого дела и послать его на каторгу, то есть, вообще говоря, правительство могло делать с социальным состоянием все, что оно считало нужным. И человек действительно менял социальное состояние, лишаясь своего богатства или, наоборот, приобретая его. Лишаясь своего служебного положения или, наоборот, приобретая его, и так далее. А вот когда Денис Давыдов, иронизируя над пристрастием Александра I к иностранцам, просил произвести его в немцы, то этого Александр I, самодержец всероссийский, сделать не мог. Потому что немцам никак нельзя было сделать Дениса Давыдова. Это было вне сил и возможностей царя. Следовательно, надо сказать, что этнос —
Это явление не социальное, а природное, биосферное и подвержено всем биосферным процессам. Но мало этого. Я хочу сказать несколько слов об этике, которая вырабатывается при каждом этногенезе. Существует, конечно, социальная и несоциальная мораль, это всем известно. Но мы собрались говорить не об этом, а о проекции фаз этногенеза на этические системы. В фазе подъема, когда императив был «будь тем, кем ты должен быть», этика заключалась в подчинении безусловным принципам системы. Нарушение принципа системы рассматривалось как наказуемое преступление. Хорошо – это было выполнять только то, что положено, и плохо – не выполнять. При акматической фазе, когда каждый говорил «я хочу быть самим собой», «я выполняю то, что от меня положено государству и воюю на войне», а в остальное время делаю, что мне вздумается, и у меня своя фантазия, то тут возникала другая вещь. А чтобы осуществить все свои фантазии, таковому барону требовалась мощная поддержка его собственного окружения. Это значило, он брал людей, которые бы зависели от него. То есть и он не в меньшей степени зависел от них. Если он брал себе на работу на службу каких-то сволочей, каких-то ландскнехтов, каких-то стрелков на охрану своего дома, каких-то копьеносцев для атак на противника, то они, конечно, зависели от того, что он им прикажет, потому что он им платил, но он-то зависел от того, как они будут добросовестно выполнять свои обязанности. Не предадут ли они его? Не убегут ли они в решительный момент? Не откроют ли они ворота замка противнику? Возникла система взаимообязанностей и взаимовыгоды, полной коллективной ответственности. В ней каждый отвечал за свой маленький коллектив, в который он непосредственно входил, и за большой, в который он входил как член коллектива. То есть он отвечал и за себя, и за своего герцога, и за свою страну целиком. И точно так же какой-то герцог или барон, также и короли, отвечал своим поведением за то, что он должен и обязан заботиться о своих вассалах. Конечно, не всегда это соблюдалось, но в таких случаях разрешался формат вассальной присяги. Если сеньор относится к своему вассалу недостаточно внимательно, вассал не управляем им. Обязанности были взаимны. Эта мысль, оказывается, существует и теперь в мире в качестве таких реликтовых форм. Как только едет какая-нибудь далекая экспедиция в тяжелых условиях, то без этого работать не может, без взаимовыручки. Тут, братцы, каждый обязан помогать друг другу, вне зависимости от того, симпатизируете вы вашим товарищам по экспедиции или нет. Вот мне приходилось читать в газетах, что какие-то туристы переходили на Алтай речку, и один свалился в воду, а остальные его не вытащили, потому что это же он свалился, а не я. Зачем же я полезу? Я что, обязан? Так вот, эта история тогда бы была совсем другого свойства. По той речке он был бы обязан идти. И если бы он не пошел, то его бы судили и не в 24 часа, а за полчаса. И казнили бы за неоказание помощи товарищу. Не во всех законах отразилась эта форма этики, хотя она присутствовала везде и всегда. В разбойничьей банде, в каком-нибудь полку кавалерийском или пехотном, в экспедиции, как я уже говорил. Вообще там, где людей подстерегает опасность, это спасительная и единственная форма, при которой можно как-то уцелеть. Но было одно законодательство, в котором оно уцелело. Это Яса Чингиса. Она сохранилась, ее недавно перевели из персидского языка на русский. И там есть раздел о наказании людей, не оказавших помощи товарищу. Например, если монгол едет по степи, встречает того, кто хочет пить, и он не дает ему напиться, смертная казнь. Если он едет к своей сарай-беки и, едучи, уронил колчан, случайно он оборвался, и этот не поднял, то ему смертная казнь. Понимаете? Надо служить друг другу. Монголы, точно говорю, служили. Понимаете, обе фазы этногенеза, как первая фаза подъема пассионарности, так и вторая, акматическая фаза, весьма и весьма отличаются друг от друга и последующих фаз, то есть они являются совершенно четкими возрастными характеристиками этноса. Кто знает, есть ли в социальных отношениях такие возрастные характеристики?
Когда был феодализм, то он во всех странах был. Как сейчас есть капитализм, так он во всех странах капитализм. А люди при этом ведут себя совершенно по-разному. И капитализм в Японии, и капитализм в Дании, они абсолютно не похожи друг на друга, ибо фазы этногенеза там и там совершенно различны. Тут я хочу обратить ваше внимание на то, что предложенная на этих двух последних лекциях система отсчета отличается от принятой в истории. В истории все сводится к истории культур, то есть изучается то, что было в одно и то же время в разных странах. Но эта система, вообще говоря, отвечает на многие вопросы, но не на все. В частности, не отвечает на поставленный нами вопрос, как развиваются этносы. Потому что этносы возникают в разное время вследствие пассионарных толчков, которые происходят то там, то тут. То есть первые точки отсчета, болевые точки отсчета будут совершенно различны. Так же, как, образно говоря, рождение каждого из нас. Один родился, понимаете ли, в 1910 году, другой в 50-м. И сравнивать их вот сейчас, в 1977-м, как кандидатов, совершенно бессмысленно, потому что возраст-то у них разный. Один сильнее, другой опытнее. И сравнивать их для того, чтобы получить какой-то более или менее реальный результат, можно только в том случае, если вы сравниваете человека 22 лет с другим человеком, когда тому столько же лет. А если вы не учитываете возраст, то вы получаете заведомо неверный результат. И вот тут я хочу всем присутствующим послать интерес. Мысль ведь простая. Мысль ведь очень верная, но почему же она до сих пор не нашла себе применения, хотя я не могу сказать, что ее не высказывали. Ее высказывали и на Западе, Джамбаттиста Вика высказывал в 17 веке, Шпенглер ее высказывал в 20 веке. Конечно, в России она высказывалась и до Шпенглера, Данилевский ее высказывал в 19 веке. И тем не менее историки эту концепцию на вооружение не приняли. Чем это можно объяснить? На мой взгляд, тут я совершенно не обязываю со мной соглашаться, речь идет о том, что всеобщую историю изучали не настолько хорошо, не настолько подробно, чтобы найти эти исходные точки, чтобы пойти на экзамен и не спорить о том, где процессы начинаются и как их можно сравнивать. Потому что начало найти и подсчитать трудно, но охватить всю фазу, какую-либо отдельную фазу этногенеза очень легко. Они очень похожи друг на друга. И поэтому, если мы можем выделить хотя бы акматическую фазу, зная, что ей предшествовала фаза пассионарного подъема, то таким образом обратный путь мы можем сделать легко. То есть до тех пор, пока не было соизмеримого начала, о котором мы здесь разговариваем, пассионарности как эффекты энергии живого вещества биосферы, эта система отсчета, единственно целесообразная, не могла быть должным образом аргументирована и использована. И также, когда я ее открыл, оказалось, что это довольно просто и естественно. И тут мы можем видеть, что этнический возраст всегда должен быть ограничен, потому что этническое развитие связано с определенным, оптимальным количеством пассионарности. Мало пассионарности, исторические события идут менее активно и наблюдается очень слабая сопротивляемость среде. Большое количество пассионарности идет перегрев и взаимоуничтожение самых активных особей. Пассионарность как огонь, она и греет, и сжигает, и тлеет. Оптимальные фазы, инерционные фазы этногенеза, всегда стоят где-то посредине между тем и другим, между перегревом, началом или концом процесса. Но остановиться на этих оптимальных фазах нельзя, потому что этногенез – процесс неуправляемый. Он проходит перегрев, и за счет остывания пассионарности и всяких страстей, которые охлаждаются проливаемой кровью, он опять снижается до оптимальных величин. И вот тут, если мы опять, заметив это, обратимся к соотношению между этногенезом и культурой, то мы увидим, что искусство требует сильнейшей пассионарности, чем война. Тем более война гражданская, война лютая, самая страшная из всех войн. Она требует определенного уровня пассионарности, который возникает в какие-то века на подъеме, в определенном этническом возрасте и на спаде кривой этногенеза. Обычно на подъеме памятников и произведений искусства и науки или не остается, или остается очень мало, потому что их сжигают следующие поколения. Книги уничтожают, рвут, кидают, картины жгут, статуи ломают, здания тоже губят.
А от последующего инерционного периода остаются огромные количества и очень ценных предметов искусства, и очень большое количество хлама, но такого, который, в общем-то, сделан на очень высоком уровне. И поэтому возникает ложная идея технического прогресса, когда необходимое для оптимального уровня снижение пассионарности рассматривается как рост. На самом-то деле это не рост, а просто переход из слишком горячей бани в теплое отделение, где можно посидеть, отдохнуть, помыться, поговорить с приятелем. Но вечно там сидеть нельзя, приходится одеваться и идти домой. И вот о том, как этот процесс упадка и спада пассионарности, а не спада культуры, происходит, я расскажу в следующей лекции. А сейчас разрешите мне закончить. Этносы и категория времени. Надлежит установить какой-либо условный критерий классификации этносов и этнических состояний. Этот критерий должен быть универсальным, и фиксируемые им особенности должны быть соизмеримы. Это значит, что явление, исследуемое нами и принятое за критерий этнической систематики, должно в равной мере относиться к египтянам XX века до нашей эры и англичанам XX века нашей эры, а также к датчанам и папуасам, этрускам Древней Тосканы, флорентийцам, современникам Данте, и итальянцам, подчинившимся Савойскому дому. Только когда мы получим определенную шкалу, градуированную любым условным способом, но в одном масштабе, мы сможем получить систему классификации, без которой никакая наука не может существовать. Бытующие ныне принципы классификации, лингвистические и социологические, не подходят для поставленной нами цели и нашего аспекта именно потому, что они отвечают на иные вопросы, к тому же и не всегда удачно. Так, последовательное применение классификации народов по языкам заставило Брука в томе 5 краткой географической энциклопедии отнести евреев к индоевропейцам на том основании, что большая часть их ныне говорит на индоевропейских языках. Но ведь тогда в эту группу следует включить и американских негров, говорящих по-английски в Соединенных Штатах и на Ямайке, по-французски на Гаити, по-испански на Кубе и по-португальски в Бразилии. Приходится признать, что лингвистическая и этническая классификации лежат в разных плоскостях и не подменяют друг друга. Социологический аспект учитывает прежде всего стадию развития. Смена социально-экономических формаций не обязательно совпадает с вехами этногенеза. Например, во Франции переход от феодализма к капитализму совершился за несколько месяцев 1789-91 годов, и весьма изменилась расстановка социальных сил. Но этническая сущность французских крестьян в Севеннах, Арденнах, Аверни осталась прежней. Конечно, Великая Французская революция в социальном плане подготавливалась весь XVIII век, но капиталистические махинации Джона Лоу, а также ост-индских и канадских негациантов влияли лишь на круги, связанные с двором и морской торговлей, и, по словам очевидца, английского писателя Стерна, не задевали большинства населения Франции от Британии до Прованса. Не менее показательна картина несходства социальных и этнических ритмов развития в России. От Первой Отечественной войны до конца Второй, с 1812 года до 1945, русское общество перешло от феодальной формации через краткое и бурное развитие капитализма к социализму. Но этническое единство русского народа осталось мощным фактором его истории, наряду с грандиозными социальными преобразованиями. Обществоведение и народоведение — разные дисциплины как по предмету, так и по методу, ибо в первом случае имеет место гуманитарная, а во втором — естественная наука. Иногда природные и общественные изменения бывают синхронны, но это нельзя считать правилом. Одним из индикаторов определения состояния народа, весьма удобным для классификации, является отношение этнического сознания каждого данного народа к категории времени. На первый взгляд это кажется парадоксом, так как мы привыкли к ньютоновскому времени, протяженности от которой берутся все отсчеты. Мы знаем и об Эйнштейновском времени, изменяющемся в зависимости от скорости.
Однако сравнительная этнография показывает, что линейное время с условной точкой начала отсчета — это одно из достижений средиземноморской цивилизации, а отнюдь не общедоступная истина. Автору этого сочинения довелось наблюдать чукчей, которые не могли ответить на вопрос, сколько им лет, так как считали подобный счет бессмысленным. Их далее мало интересовала смена времен года. Они отмечали только день и ночь, а у себя на родине различали сезоны охоты. Разумеется, они и помнили крупные события, например, убийство медведя или приезд торговца с товарами. Но отсчитывали их относительно друг друга, одно раньше другого, а насколько — не имеет значения. У народов же, подвергшихся влиянию мусульманской или русской культуры, в частности у татар и мордвы, такое отношение ко времени не наблюдалось. Итак, народы этой системы восприятия игнорировали время как таковое. Реальны в их жизни, для их сознания, были только конкретные события, а время, что ни говоря, абстракция. Более совершенные системы счета времени описаны у древних кочевников Центральной Азии. Согласно китайским хроникам, древние тюрки в VI веке отмечали смену времен года только по зелени травы. Как известно, весны и осени бывают ранними и поздними, поэтому ботаника может быть весьма условным мерилом времени. Но тюрки умели высчитывать дни своих ежегодных праздников. Фенологическое восприятие времени, то есть основанное на закономерности и периодичности явлений в жизни животных и растений, позволяло иметь довольно точный календарь, в котором было 12 месяцев. И у других народов фенологическое отношение к категории времени встречается довольно часто. Но этот счет остается неразвитым и служит элементарным потребностям земледельца, скотовода и охотника, то есть людям, непосредственно связанным с природой. Здесь единицей измерения служит уже не событие, а год. Дальнейшее развитие системы счета времени получила в известном 12-летнем цикле. Годы получили названия животных — мыши, коровы, тигры и так далее. По окончании цикла годы повторялись, и этим путем исчислялись даты событий индивидуальной жизни кочевника. В Китае и Тибете этот цикл был усовершенствован путем добавления 5 названий стихий — дерева, металла, воды, земли и огня. Цикл стал 60-летним. В Европе и на Ближнем Востоке циклическое восприятие времени живет и процветает до сих пор. Это неделя, где дни носят название планет или просто числительных, у славян и персов. Удобство этой системы очевидно, но сфера применения ее ограничена, а потому мы начинаем встречаться с применением линейной системы отсчета. Вернемся к древним тюркам. Пока они были степным племенем, и их память ограничивалась жизнью 1-2 поколений, 12-летнего цикла им хватало. Но когда они оказались во главе державы, простиравшейся от Желтого моря до Черного, и соперниками могучего Китая, славного Ирана и блестящей Византийской империи, то им потребовалась история, то есть кодификация событий и объяснение их взаимосвязей. Тут пришла на выручку наипростейшая форма отсчета — живая хронология. В знаменитом памятнике, стелле на могиле Кюльтигина, где перечислены его подвиги, события датируются годами жизни Витязя, а для привязки к циклической хронологии указана дата смерти, год овцы, и подчеркнуто, что герою было 47 лет. Для тюрок VIII века этого было достаточно. Следующий шаг по усовершенствованию хронологии сделали древние народы Средиземноморского бассейна. Они приспособили живую хронологию для цели составления истории, в которой при образовании крупных государств возникла острая необходимость. Годы носили названия лиц, царей, архонтов, консулов, но совокупность их образовывала ряд, который отвечал требованиям, предъявляемым линейной хронологии. Это означало, что время еще не воспринималось как абстрактная протяженность, но практическим целям такая система соответствовала. Древняя Греция, Афины, летоисчисление велось по архонтам-эпонимам, ассирийская система. Например, в архонство Антидота календарь был лунный,
Аналогичным образом считали время другие эллинские полисы, то есть каждый имел собственную хронологию, что весьма точно характеризует Древнюю Грецию как страну многообразия и контрастов. С одной стороны, блестящие Афины, втягивавшие в себя все интеллектуальные силы страны, богатый Коринф, который впитывал в себя все свободные деньги, и Спарта, сборище воинов-гимнастов. С другой — горы, покрытые кустарником, и козы с полудикими пастухами в Итолии, Аркадии или крестьянские участки, обрабатываемые костными крестьянами в Фессалии и Биотии. И, наконец, разбойничий Эпир. Этническое единство эллинов было, несомненно, для них самих, но общность не трафарет, и это отразилось на избранном нами индикаторе, восприятии и отсчете времени. Рим. Летоисчисление велось по именам консулов. В консульстве Юлия, ассирийская система. Со времени Юлия Цезаря введен юлианский солнечный календарь, египетский по происхождению. Таким образом, оказалось, что живую хронологию можно приспособить для длинных отрезков времени, хотя эта система слишком громоздка, чтобы быть удобной. Родившись в системах самоизолирующихся племен, живая хронология стала претерпевать изменения, как только наступила эпоха этнической интеграции. Но в Китае таковая настала на несколько веков раньше, чем в Средиземноморье. Следующий шаг к усовершенствованию хронологии сделали древние китайцы. Они ввели периоды, отрезки времени, начало которых определялось императорским эдиктом. Обычно период объявлялся в начале правления императора. Периоду давалось пышное название, вроде «Великое благоденствие» или «Глубокий мир». Но если дела правительства шли плохо, то даже посредине царствования период заменялся новым, и счет годов шел опять с первого. Эта система находила оправдание в воззрениях древних китайцев, деливших дни и годы на счастливые и несчастливые. Период, начатый в неудачно выбранный день, должен был быть несчастливым, а если начать новый и день выбрать более осмотрительно, то, по их мнению, все должно было измениться. Таким образом, хронология зависела от квалифицированности гадальщика. Эта громоздкая система крайне неуклюжа, но является новым вариантом отношения ко времени, переходом к единому летоисчислению. Китайцев отнюдь не смущало, что за основу мировой хронологии была принята смена их собственных правителей, ведь они искренне считали только свою страну Срединной империей, а прочие — варварской периферией. Исходя из этой вполне этнической особенности своего мироощущения, они и создали линейную систему отсчета, просуществовавшую до XX века. Победа Александра Македонского при Хиронее и последовавшее подчинение большей части Эллады македонскому царю повлекло за собой экономическую, лингвистическую, культурную, а следовательно и этническую интеграцию эллинов. В интересующем нас аспекте это означало ослабление племенных особенностей отдельных районов и возрастание роли создавшейся в эллинистическое время античной интеллигенции. В III веке до нашей эры греческий историк Тимей для датирования исторических событий ввел линейную систему отсчета времени по Олимпиадам, начав ее с 1 июля 776 года до нашей эры. Эта система, оставшаяся достоянием историков и писателей, просуществовала до 394 года нашей эры, когда Олимпийские игры были запрещены императором Феодосием, как языческая мерзость, противная духу христианства. Для новорожденного этноса, который мы условно именуем византийским, все эллинские традиции были одиозны. Но потребность в линейном исчислении оставалась, и тогда вошла в употребление эра от сотворения мира, исчисляющая начало событий от 1 сентября 5508 года до нашей эры. Эта эра была очень удобна для отсчета и вполне отвечала потребностям этноса, возникшего путем интеграции многочисленных этнических субстратов, вошедших в орбиту восточно-христианской, византийской культуры, за некоторыми существенными исключениями, которые мы и отметим.
Семитские племена, населявшие Сирию и Месопотамию, до VI века до нашей эры отнюдь не составляли единого этноса, несмотря на то, что процесс культурной нивеляции проходил на Ближнем Востоке довольно интенсивно. Но под властью ахименидов и селевкидов произошла этническая интеграция, подобная той, которая имела место в Элладе. Хананеи, идумеи, моавитяне, халдеи и другие племена слились в новый этнос, противопоставивший себя грекам, иранцам и иудеям. Этот этнос получил название сирийцы, название столь же условное, как и византийцы. И тогда же вошла в употребление так называемая селевкидская эра, причем исходной точкой отсчета был признан 312 год до нашей эры. Эта дата была связана с успехом Селевка Никатора и его водворением в Вавилоне. Было бы естественно, если бы она сменилась при последующих царях. Но для новых условий полиэтнического государства и этнической интеграции единая точка отсчета оказалась столь удачной, что ее приняли на территории Сирии. А затем сирийцы и центральноазиатские несториане пронесли ее вплоть до конца XIV века. Здесь ревностных христиан не смутило языческое происхождение начальной точки отсчета, потому что, в общем-то, все равно, откуда вести счет годам. Но линейный счет времени преследует цели не только исторической науки, но и деловой жизни и политики. Поэтому арабы вели свою эру от хиджры, бегства Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году. Персы ввели Ездигердову эру, имевшую целью начать новый счет после арабского разгрома. А итальянский монах Дионисий Малый, работавший над исчислением пасхалий, в 532 году нашей эры предложил принять за нулевую точку отсчета дату Рождества Христова, высчитав, что оно имело место в 754 году после основания Рима. Принятие этой точки за исходную вытекало из философии Косьмы Индика Плафта, согласно которому Вселенная разделяется на два мира, земной и небесный, а история человечества — на два периода, один начинающийся с Адама, другой — с Христа. Эта концепция была направлена против древнеримской, языческой и отчасти иудейской традиций, согласно которым в момент рождения Христа не произошло ничего особенного. Постепенно новая эра возобладала во всей католической Европе, хотя и встречала сопротивление всюду, особенно в Кастилии. Некоторая самостоятельность испанской церкви сохранялась до XII века, и, несмотря на религиозный подъем и разгар реконкисты, Испания имела свою эру. Это 38-й год до нашей эры, установление римской провинциальной системы среди покоренных иберийских и лузитанских племен Октавианом Августом. Испанские каноники, разумеется, не знали происхождения этой традиции, но отстаивали ее, так как привыкли к ней. Только с 1431 года все акты, рассылаемые папой, стали датироваться по современной христианской эре, но еще долго к официальной дате приписывалась привычная византийская дата от сотворения мира. Причин, объясняющих задержку новой хронологии, можно найти много, и все они будут в какой-то мере основательны. Но одна из них, интересующая нас, связана с этнической историей Европы. В 284 году нашей эры начальник римской дворцовой стражи Диоклетиан захватил престол и закончил превращение былого римского полиса в деспотию восточного типа. Тогда же закончился процесс этнической интеграции некогда разноэтничного населения Италии и провинций римского мира. Согласно приведенным выше наблюдениям, Эллада, Сирия, должна была возникнуть потребность в линейной системе отсчета. И она возникла. Была установлена эра Диоклетиана, замененная Дионисием Малым на христианскую эру. Но великое переселение народов смешало всю этническую карту Европы. Сначала образовалось несколько варварских королевств. Потом, после кратковременного объединения их при каролингах, создалось свыше десятка новых этносов,
как, например, только на территории современной Франции были французы, бургундцы, бретонцы, провансальцы, аквитаны и гасконцы. Феодальная революция X века закрепила этническую раздробленность Западной Европы, и этническая интеграция сделалась ощутимой лишь в конце XIV века, а с XV века единая линейная хронология стала общепризнанной для всех стран, входивших в европейскую суперэтническую общность. С 1 января 1700 года она была введена в России указом Петра I, а ныне распространилась на всю Айкумену. Напрашивается вывод, что восприятие времени связано с этнической историей не случайно, а функционально. Наш обзор был бы неполон, если бы мы опустили две оригинальные системы отсчета, нашедшие себе применение в сфере науки. Восприятие времени как прерывистой, дискретной субстанции возможно при условии, что внимание будет сосредоточено не на самом времени, а на его наполнении. Примитивным примером будет жизнь человека от рождения до смерти. При субъективном подходе, то есть когда воспринимающий имеет в виду себя, это очень распространенное явление. Но и тогда, когда наблюдается окружающий мир, констатация законченных процессов дает очень много для понимания явлений. При этом в поле зрения воспринимающего будет мозаика процессов протяженных, часто синхронных, но всегда имеющих начало и конец. Переводя наше обобщение на привычный язык естествознания, мы можем назвать такой неделимый отрезок квантом времени, подобно тому, как приняты в физике кванты энергии и пространства, под которыми понимаются единицы дискретного процесса. Эта система восприятия времени стихийно применялась в исторической науке с того момента, как на месте хроник с их линейным ощущением времени возникли исторические исследования. Квантом восприятия истории является так называемая эпоха, под которой понимается не произвольно взятый отрезок времени, а некая целостность исторического бытия, воспринимаемая исследователем как объективная реальность. Эпоха начинается каким-то событием, резко отграничивающим ее от предыдущей эпохи, и таким же образом кончается, несмотря на то, что сами начальные и конечные события имеют иногда значительную протяженность во времени. При этой цене деления объектом изучения становится не безличное время, а индивидуальный облик того или иного явления. Например, все научились употреблять термины «ренессанс», «реформация», «эпоха крестовых походов» и тому подобное в определенном значении. Хотя возрождение античного искусства достигло апогея после раскопок в Помпеях, протестантские секты возникают даже в XX веке, и крестовыми походами были войны Владислава Егеллона и Яна Собесского против турок. Несмотря на все это, терминологической путаницы не возникает, ибо историческое время отличается от астрономического. Принцип квантования истории впервые сформулировал китайский историк I века до нашей эры Сыма Цянь, писавший: «Путь правления трех царей древности подобен движению по кругу, конец и вновь начало». На этом принципе средневековые китайские историки создали построение истории срединного государства, где долгие династии, например, Хань, разделены на две эпохи, а эфемерные объединены в группы, например, 3 царства или 5 варварских государств. Построение весьма удачное. На Крайнем Западе к аналогичному восприятию исторического времени пришел в XIV веке Ибн Халдун, а вслед за ним Джан-Батиста Вико, Константин Леонтьев, Освальд Шпенглер и многие другие. Особенного внимания заслуживает 21 цивилизация Тойнби, попытка классификации исторических явлений. Но эта проблема столь существенна, что ей следует посвятить специальный разбор, а пока не стоит отвлекаться от анализа. Наконец, эйнштейновская трактовка времени как явление относительного к скорости света, хотя и не употребляется широко, но тоже имеет свою аналогию в этнографическом материале.
Фольклор сохранил для нас осколки некогда разработанных и последовательных идеологических систем. По редким отрывочным элементам современных сказок можно усмотреть, что время и в древности рассматривалось как величина относительная. Например, известен сюжет, в котором два друга поклялись позвать один другого на свадьбу. Но один умер, и второй, проезжая мимо кладбища, остановил свадебный поезд, пришел на могилу и позвал умершего друга. Тот вышел, пригласил живого к себе в могилу, и там друзья выпили 3 чарки водки. Когда же жених вышел наружу, то оказалось, что прошло 30 лет, потому что в могиле время шло быстрее. Есть и другой сюжет, где герой, разматывая нити волшебного клубка, ускоряет течение своей жизни. Иными словами, относительность времени как факт в сознании людей бытовала. С этой точки зрения находят объяснение факты, описанные в письменных источниках, например, в исторических главах Библии. То, что Иисус Навин во время боя евреев с обитателями Палестины, хананеями, остановил солнце, критиками воспринималось как ничем не оправданная выдумка создателя легенды. Но еще в III веке Оригеном и представителями его школы указывалось, что в тексте Библии есть образные и метафорические выражения, которые нельзя понимать буквально. Здесь мы видим такой пример, который имеет свой смысл. За короткое время боя было совершено столько подвигов, что в обычное время этого не могло бы произойти. Значит, время остановилось, а так как время исчислялось по солнцу, то метафорически остановилось солнце, а это чудо с точки зрения древних и в том, и в другом случае. Мифические и сказочные сюжеты отнюдь не произведения большой фантазии. Они воссоздают уровень знаний и способ выражения своего времени. Объяснения часто бывают фантастическими. Но ведь и мы здесь говорим об этническом сознании, а не об отраженной в нем реальной истории. Однако не только в фольклоре и мифах встречается отношение к времени как к явлению, зависящему от приложения силы. Эта идея в гипертрофированной форме встречается в буддийской философии Махаяны. Согласно теории раннего буддизма, хинаяны, человек, достигший совершенства, Будда, выходил из круга перевоплощений, то есть времени, и пребывал в нирване, где понятия времени нет. Но если совершенный желал остаться в мире, дабы помогать другим живым существам, то он именовался бодхисаттва. При этом он не только не терял способности к активности, но приобретал ее в огромной степени, преодолевая законы времени, пространства и причинности. Махаяническое учение обосновывало возможность такой сверхмощи тем, что мир на самом деле иллюзия. Следовательно, время тоже иллюзорно. И значит, при достаточном приложении духовной силы с ним можно делать все, что угодно. Например, ходить в прошлое и будущее, как по коридору своей квартиры, или одновременно находиться в 2 местах. Эта черточка, только она одна, роднит буддийское восприятие времени с относительным временем Эйнштейна. И тем не менее, совпадение восприятия времени в древних мифах, старых сказках, буддийских легендах и современной математической физике не может быть случайным. Очевидно, оно свойственно либо какой-то одной стороне человеческой психики, либо какому-то свойству самого времени. Если счет времени зависит от скорости тела, где по Эйнштейну есть лимит, скорость света, то ведь скорость тела зависит от импульса силы, то есть приложения энергии. При силовом импульсе, в зависимости от вектора, может возникнуть либо ускорение, либо замедление естественного хода событий. То есть в мире появляется новый момент, а создание нового называется творчеством. С явлением творчества люди сталкивались на протяжении всего своего существования, хотя, разумеется, не в любой момент и то в большей, то в меньшей степени. В древности творческие акты считали волшебством, потому что не видели объяснений факта в окружающей действительности. Итак,
Даже эйнштейновское восприятие времени фигурирует в этнографической классификации как способ отсчета при изучении творческих процессов. А таковыми являются не только акты индивидуальные, сочинение поэм, сооружение монументов, научные открытия и философские обобщения, но также появление новых народов, создание новых форм общежития, миграции и смена общественного мировоззрения. Не вдаваясь в выяснение причин явления, пока отметим, что характер измерения времени оказался пригодным индикатором для того, чтобы сделать вывод. Развитие народов, создающих культуры и цивилизации, связано с творческими процессами, а оскудение творчества обрекает этносы, племена и народы на повторение младшим поколением старшего, что и отражено в восприятии времени как завершенного цикла. Сделанный обзор основных вариантов отношения разных народов к универсальной категории времени не только не дает нам права рассматривать эти варианты как ступени на лестнице эволюции, но, наоборот, позволяет сделать противоположное заключение. Люди считают время так, как им это нужно, и не применяют иные системы отсчета не потому, что не умеют, а потому что не видят в этом практического смысла. Так тюрки ввели линейную хронологию, как только она им понадобилась. А нужда в новой системе отсчета возникла тогда, когда из общей аморфной массы выделилась инициативная группа тарханов, которые сумели приспособить систему соседей к потребностям своего народа. Но как только Каганат пал, тюрки вернулись к циклическому счету времени, и это было не регрессом, а всего лишь адаптацией. Употребляя отсчет времени по месяцам и неделям, мы пользуемся циклической хронологией, а не линейной или квантовой. Для физика-теоретика время может быть либо ньютоновским, линейным, либо эйнштейновским, относительным. А историк, произносящий слова «викторианская эпоха» или «век Перикла», имеет в виду определенные кванты развития, которые переводятся на линейное время путем простого пересчета. Применив полученные данные к системе, разработанной нами на основании анализа отношения этноса к ландшафту, мы можем констатировать, что у народов, находящихся в динамическом состоянии, обычно именуемых цивилизованными, присутствуют все перечисленные категории отношения к времени. В любой цивилизованной стране имеются и ученые, исследующие зависимость времени от скорости, и деловые люди, для которых характерно преимущественно линейное восприятие времени. Имеются и крестьяне, наблюдающие явления природы, от которых зависят урожаи, и даже неполноценные психические люди, существующие за счет тех или иных форм благотворительности. Так было и в Древнем Риме, Багдаде, Египте и, вероятно, даже в Хараппе. Но как только мы переходим к рассмотрению народов варварских и диких, то обнаруживаем градацию по убывающей кривой. Есть примеры народов, где науки не развиваются, а только заимствуются и применяются. Эти обходятся без квантования времени. Например, европейские колонисты XVIII века в Америке и Южной Африке. Есть племена, обходящиеся циклическим календарем. Таких много во внутренней Азии. О фенологическом восприятии мы говорили выше, оно распространено по всей Айкумене. Наконец, встречаются племенные группы без отсчета времени, поскольку климатические условия их ареалов стабильны. Бушмены в Калахаре, некоторые племена Австралии и Новой Гвинеи, обитатели огненной земли и тому подобное. Иными словами, динамичность состояния этноса определяется степенью разнообразия психических складов групп людей, входящих в тот или иной этнос. А для определения степени разнообразия психических складов отношение к категории времени служит индикатором. С этой точки зрения мы можем заключить, что не та или иная система отсчета времени характеризует стадию развития этноса, а разнообразие их. В самом деле, если этносы, пользующиеся только фенологической системой, все-таки существуют как персистенты,
то народ, состоящий исключительно из ученых-историков и математиков, воспринимающих время в релятивной системе, был бы просто нежизнеспособен. По сути дела, мы называем статическими или застойными этносы, где смена состояний происходит редко, а динамическими или культурными, где более часто. Переход между ними столь плавен, что иногда трудно решить, к какому состоянию следует отнести тот или иной этнос. К тому же приходится учитывать, что один и тот же этнос то развивается более или менее интенсивно, то замирает в тягостном покое. Последнее состояние мы называем персистентным. Приведенные выше наблюдения позволяют сделать вывод, что этносам, находящимся в развитии, присущи не только приобретение, выражающееся в усложнении восприятия времени, но и утраты, влекущие за собой упрощение этого восприятия. Поскольку мы имеем дело не с индивидуальностями, а с относительно большими количествами людей, то можно отнести отмеченные нами колебания этнической среды к вариациям стереотипа поведения, являющегося основным признаком объективного определения этноса. А из этого вытекает вывод, что степень разнообразия не случайна, а характеризует возраст этноса. При начале этногенетического процесса идет усложнение, при затухании — упрощение. Усложнение этнической системы, увеличение плотности системных связей в этнической системе, рост ее внутреннего разнообразия. Ярким примером усложнения системы является фаза подъема. Проходя эту фазу, этническая система превращается из простой первичной консорции в грандиозную и разнообразную этническую галактику – суперэтнос. Так произошло, например, с арабами-мусульманами в VI-VIII веках нашей эры, с христианами в I-IV веках. Аналогичен процесс и для систем более низких рангов, и субэтносы, и консорции, конвиксии всегда возникают из простейшего зародыша, затем усложняются и впоследствии распадаются, упрощаются и исчезают, либо же делятся на несколько систем того же ранга. Упрощение этнической системы, снижение плотности системных связей в этнической системе, снижение ее внутреннего разнообразия. За критерий сложности этнической системы принято количество подсистем данной системы по сравнению с их исходным числом. Например, число субэтносов в этносе по сравнению с данным числом в этническом субстрате, не затронутом пассионарным толчком и находящимся в гомеостазе. На метрическом материале эмпирически установлено, что упрощение этнической системы, имеется в виду ненарушенный ортогенный процесс, всегда связано со спадом пассионарности. И, соответственно, наоборот, усложнение связано с подъемом пассионарности. Упрощение может иметь искусственный, наведенный характер, если имеет место интенсивное внешнее воздействие на систему, геноцид или образование антисистемы. Упрощение связано не только со снижением числа подсистем в данной этнической системе, но и с разрывом системных связей, которые регистрируются современниками как отход от нормы, как неординарные события. Времена, изобилующие событиями, описываются историками как смутные, переломные и так далее. Действительно, тяжелые потрясения приводят этническую систему к упрощению. Так, после надлома никогда не восстанавливается в полном объеме расцвет и многообразие акматической фазы. Предельное упрощение этнической системы знаменует завершение ее жизненного цикла. Так потомки исконных римлян в Римской империи существовали в виде небольшого субэтноса. Тоже можно сказать о византийских греках накануне падения Константинополя в 1453 году. В предельно упрощенном виде система может продолжать существовать как персистент или же гибнет от воздействия извне.